Ну, да. Сейчас. Все? Да. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу конференцию «Самосбор 2022». Сегодня мы находимся в помещении Сыктывкарского государственного университета, Дом научной коллаборации имени Валентины Александровны Витязевой. И второй день мы полностью здесь будем проводить сегодня. Ну, хотя мы уже начали этот день 2 часа назад, побывав на экскурсии в корпусе 9 университета, где готовят учителей. Некоторые начали в 8 утра. У нас по программе еще в 8 часов утра был вебинар, на котором было рассказано, каким образом мы будем реализовывать программу федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Я уже вчера говорил, что с сентября в Республике Коми, в том числе пока в экспериментальном режиме, но уже вводится во всех образовательных, общеобразовательных точно. Других не могу сказать. Каким образом это в ГИС, мы будем «Моя школа», которая включает реализовывать в себя программу федеральной образовательные государственной ресурсы, информационной системы «Моя электронный школа». контент. Я уже вчера говорил, что с сентября в Республике Коми, в том числе коммуникационную образовательную платформу «Сферум» и еще много других ресурсов. Вот сегодня утром был вебинар, в 12 часов он повторялся, мы его записали и тоже где-то в наших материалах выложено. Сегодня у нас тоже много докладов, как и вчера, но обратите внимание, что немножко временной регламент мы изменили. Выступление не по 20 минут, а по 15. Поэтому прошу выступающих учесть тот тайминг, который здесь у нас с вами в программе обозначен. Ну и, наверное, сразу перейдем. Есть, может быть, какие-то объявления, предложения у участников самосбора? Может быть, какие-то по поводу вчерашнего дня у вас замечания возникли и предложения? Если нет, то давайте приступим к реализации нашей программы. У нас люди будут подходить, некоторые уже сообщили, что они заняты, подойдут чуть попозже, но я думаю, что хватит мест, и мы так же, как вчера, продуктивно поработаем. Первым я предоставляю слово Светлане Васильевне, это руководитель того комплекса, можно его назвать, потому что он на самом деле развернут не только здесь, это дом многоквартирный, и предоставляем ей первое слово, пожалуйста. Да, спасибо, Илья Иванович. Коллеги, добрый день всем. Я коротко расскажу о том вопросе, который был заявлен, и вы видите в ваших программках, о том, как организуется проектное обучение в ДНК Витязевой. Мы работаем сейчас с вами, да, и все прекрасно знаете, что проектное обучение, метод проектов, технология проектирования сейчас не просто у всех на слуху, это требуется с точки зрения государственных органов, да, и федеральных структур, и с точки зрения развития интереса обучающегося. Но мы считаем, что проектное обучение, оно возникло не сегодня вместе с этими требованиями. Да? Вот тот же самый сегодня называется урок технологии, раньше это было трудовое обучение в школах. В принципе, так или иначе, всегда проектным методом реализовывался. Но подходы сегодня изменились, вы это видите. И в чем кардинальные изменения? Вот на наш взгляд, и мы опыт уже, который у нас имеется, описали в том числе на федеральном уровне. Вот в сентябре вышло наше пособие в Москве «Основы проектно-исследовательской деятельности учащихся». Что мы в том числе в этом пособии заявляем? Мы заявляем о том, что сегодня самое главное – создать и правильно организовывать связку погружения в предмет или в предметную область, озарение учащегося и воплощение идеи. Вот эта вот связка, ее как раз, она вроде бы звучит очень просто, да, и технически нет каких-то препятствий для ее реализации, но мы сталкиваемся с трудностями, которые в первую очередь зависят от позиции педагога. Если педагог считает, что это все не по-настоящему, это все игра, то никакого вот погружения в предмет будет, озарения не будет. И воплощения, соответственно, нет каких-то препятствий. Я приведу несколько примеров, как у нас в ДНК в рамках некоторых образовательных
единиц реализуются вот эти вот подходы. У нас дети учатся маленькие, в общем-то, даже с 3 класса к нам приходят. Ну и на каждый возраст мы по-разному их погружаем в проектную деятельность. Но первый шаг погружения, да, он есть всегда. То есть к нам приходят дети заниматься на одногодичные программы. И первый триместр, то есть с сентября по, ну так скажем, Новый год, у нас дети должны изучать ту область, погружаться в нее, да, значит, в ее специфику, той области, в которой они пришли учиться. Затем уже наступает такая специфическая деятельность педагога и учащегося, когда каждый ребенок должен вот это озарение пережить. Ну, иностранные психологи называют это инсайт, мы озарение, да, в любом случае это связано с тем, что детям должна прийти идея, которую затем он может вместе со своим педагогом-наставником воплощать. Что это за идеи? Вот, например, в рамках урока технологии, у нас это самая массовая часть в ДНК, наши пятиклассники ежегодно получают, ну так скажем, заказ от так называемого реального сектора экономики, от дошкольных образовательных организаций, от детских домов на изготовление лопаток для малышей. Все у нас для этого есть станки, есть фанера, оборудование, материалы, расходники, профессиональные педагоги. Но можно уже здесь сказать, изготовление лопатки – это проект. И вот, в принципе, когда мы с вами, наверное, учились, да, в советской, в российской школе, можно было бы также сказать, что это проект. Но сегодня это не проект, потому что сегодня здесь отсутствует вот этот вот момент озарения. Но, тем не менее, задача стоит, мы ее должны выполнить, да, реализовать этот заказ от дошкольных образовательных организаций. И учитель, деятельность учителя, она подводится вот в конкретном этом примере с пятиклассниками к тому, что педагог рассказывает о разных способах обработки дерева, в том числе о художественных различных орнаментах, которые можно нанести при помощи разных технологий. И вот здесь вот у ребенка, пятиклассника, может вот эта вот идея возникнуть. А что, если я на этой лопатке выжгу там свой, не знаю, герб семьи, герб республики, какую-нибудь фразу? А что, если я не просто выжгу, а вырежу на лазерном ЧПУ станке? А что, если я еще что-то сделаю? Вот это вот «а что, если» это и есть озарение, да, к которому мы стремимся вместе с педагогами. В 7 классе уже у нас проекты реализуются более сложные. Там же вот в рамках, допустим, урока технологии ребята изучали у нас Бородинское сражение и как-то вот в рамках дополнительной деятельности наших мероприятий. И как-то вот оно очень оказалось созвучно 7-классникам. И они предложили создать такой групповой проект. Да, проекты бывают не только индивидуальные, но и целая группа может подключиться к одному проекту, создать реконструкцию этого сражения. Для этого они изучили, как называются войска с французской и с русской стороны, значит, определенные должности вот эти военные, да, какая у них униформа, какие у них украшения. И, собственно, каждый ребенок по несколько фигурок разных вот этих вот солдатиков тоже на ЧПУ станки изготовил. И по массовости у нас получилось вот целое Бородинское сражение. Это был очень интересный проект. 8-классники в этом году ко Дню Победы, наши педагоги дали им задание принести, ну, заранее началась работа еще в марте, в начале, принести историю из своей семьи, кто где из родственников воевал, каких наград был удостоен во время Великой Отечественной войны. И оказалось, что у нас все родственники орденоносцы, да, то есть медали, есть ордена, есть какие-то другие награды. И мы думали, что на этом проект и закончится, потому что он шел у нас параллельно уроку технологии в рамках мероприятий. Но у ребят случилось вот это озарение. А давайте мы вырежем тоже на ЧПУ станке вот эти вот все медали для каждой семьи. И тем родственникам, кто еще жив, да, подарим вот ко Дню Победы их вот эти медали, но вырезанные нашими руками. Они сделали точные копии орденов медалей. Родственникам было очень приятно.
Наши старшеклассники разработали приложение для определения звезд на ночном небе северного полушария, которое при наведении телефона позволяет определить название звезды. Это тоже было в рамках вот этого озарения. Да? То есть вот это вот самая важная связка, на наш взгляд. Погружение, озарение, воплощение. Если ребенок не воплощает свою идею, она ложится мертвым грузом. Она не приносит удовлетворенности учебным процессам ни ребенку, ни педагогу, и, в общем-то, создает антимотивацию. Поэтому до воплощения эти идеи необходимо доводить и уделять этому особое внимание. На следующий год мы запланировали, учебный год, несколько новых программ. И, кстати, со всеми нашими программами вы можете вот познакомиться или на сайте университета, или в нашей группе напрямую ВКонтакте. Значит, ДНК Витязевой, вы можете ее найти. Также приглашаем ваших детей, внуков, у кого есть, да, к нам на обучение. Обучение у нас бесплатное в течение года. Значит, и все программы здесь представлены. Мы открываем несколько новых программ. Вот одна из них, например, интеллектуальный английский язык для учащихся, начиная с 7 класса. Что там предполагается с точки зрения проектов? Казалось бы, что можно сделать? Да? Но английский язык нужно учить всем детям. Но кроме этого, у них, как правило, есть еще и свои интересы. Да? То есть они изучают английский, а интересуются биологией. Или изучают английский, интересуются технологиями. И вот первый триместр погружения будет в английский язык, да, а вторые 2 триместра будет вот как раз работа педагога, направленная на то, чтобы английский язык соединить со сферой интересов каждого обучающегося и создать проект, защитить его тоже на конференции. У нас заключены соглашения партнерские с Академией юных талантов и с другими организациями, где дети могли бы представить свои проекты из разных областей, из того, кому что интересно, как говорится, но на английском языке. Да? То есть такой подход, он тоже должен быть интересен детям. Ну и также из наших новых программ будет у нас программа по разработке веб-сайтов, где на выходе каждый учащийся получит свой созданный веб-сайт, который будет касаться тоже его личных интересов. В принципе, вот такой подход нам кажется не просто интересным, да, но и востребованным. Он создает дополнительную мотивацию. Сейчас с мотивацией все очень непросто у обучающихся, да, поэтому мы над этим работаем. Ну и нам представляется, что мы находимся на правильном пути. Вот, в принципе, это то, что я хотела рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу, пожалуйста. У вас проходит замечательный конкурс, в нем участвуют дети наука, естественно, наука. Будут продолжаться. Но я через другими педагогами нет информации об этих конкурсах. То есть вы вот на группе, вот я узнаю, в группе ВК у вас, вот, а публикации этих конкурсов нет. То есть они говорят, ну вы поучаствовали с удовольствием, но об этом конкурсе не знаем. Да, хорошо, хотя вот мы обычно на разных мероприятиях делаем репосты не только вот в нашей группе, да, у нас всего 1500 подписчиков, мы понимаем, что это мало, но и во всех официальных группах ВКонтакте в СГУ. Вот, то есть там уже под 20 тысяч участников и больше. Вот как еще рекламировать? У нас, в принципе, был опыт взаимодействия с муниципальными органами управления образованием, да, но там это происходит все очень не быстро. То есть им нужно подать заявку где-нибудь месяца за 2, за 3. И, значит, с чем мы еще столкнулись, что вот по этой заявке очень часто, допустим, мы делаем информационное письмо, прикрепляем положение о нашем конкурсе, положение до школ не доходит. И мы никак не можем на это повлиять, поэтому вот, если у вас какие-то есть предложения, как это можно улучшить, вы, пожалуйста, дайте нам знать, мы всегда открыты. Центр развития образования. Хорошо. Хорошо. Спасибо, это очень важное для нас замечание, потому что у нас есть тоже такой целевой показатель, как охват мероприятиями обучающихся, которые не у нас учатся. Да? И мы заинтересованы привлекать как можно больше детей. Конкурсы интересны тем, что они не похожи на других. И они не сложны, но в то же время они идут именно как тематические. Как профориентационные. Да.
Да, это наша главная задача тоже. Светлана Васильевна, у вас конкурс какой-то есть вот при наборе? Нет, никаких конкурсов нет, открытая запись. Единственное условие пока, что мы не можем принимать детей с ОВЗ. Других ограничений у нас нет. Так, каждая программа имеет свою возрастную категорию. Если вы в нее списываетесь, места есть, добро пожаловать. И с сентября по май. Нет, в течение дня вас сколько? В течение дня у нас по каждой программе свое расписание. Дело в том, что ведут практически все программы у нас вузовские преподаватели, поэтому они выстраивают под свое расписание. Но мы стараемся также проявлять гибкость. У нас есть и утренние, и вечерние занятия. Для того, чтобы дети, обучающиеся в первую или вторую смену, могли попасть к нам. Вот, поэтому, да, смотрите, если есть какие-то предложения о сотрудничестве или вот такие пожелания, да, мы будем стараться их обязательно реализовывать. Спасибо. Давайте поговорим. Коллеги, продолжаем нашу программу. Сейчас Виталий Альшанов выступает. Он будет рассказывать о развитии алгоритмического мышления. Я думаю, что доклад, как всегда, будет интересным. Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Илья Иванович уже озвучил тему выступления «Развитие алгоритмического мышления средствами образовательной робототехники». Одна из образовательных программ, точнее даже две, которые реализуются в нашем центре ДНК, это робототехника, но можно, преподавая робототехнику, разные акценты делать, и особенность программы именно на обучение программированию, на развитие алгоритмического мышления. Прежде чем я продолжу, то есть некоторые понятия, то есть понятие алгоритмического мышления, наверное, 80-е годы, 79-й год, там, академик Ершов в его работах, там, операционный стиль мышления, по-моему, называлось, как умение планировать структуру действий, необходимых для достижения цели. Вот. Более поздние определения, которые в работах диссертационных встречались, и которого в настоящее время я пока придерживаюсь тоже, четкая, целесообразная последовательность мыслительных процессов или мыслительных схем, способствующих видению проблемы в целом и решению крупными блоками с последующей детализацией. Такое вот общее определение. В зарубежной литературе можно встретить близкое понятие, сейчас я, прежде чем к нему перейду еще, компоненты алгоритмического мышления подробно зачитывать не буду, но я думаю, так или иначе понятие алгоритма всем знакомо. В зарубежной литературе широко используется понятие вычислительное мышление, или по-другому еще можно перевести компьютерное мышление. То есть мыслительные процессы, то есть участвующие в постановке проблем и решении их таким образом, чтобы решения были представлены в форме, с помощью которых можно решать использованием компьютерной техники, ну, или других средств обработки информации. На мой взгляд, это немножко более узкое перевести компьютерное мышление, понятие мыслительные процессы, то есть участвующие в постановке проблем и решения, наоборот, более широко. Решения были представлены. И алгоритмическое мышление входит как составляющее мышление в это понятие. Но мы рассматриваем алгоритмическое мышление не просто как изучение алгоритмов, применение алгоритмов в рамках программирования, а несколько более широко, как одна из составляющих общего интеллектуального развития при решении самого разного набора задач, не только связанных с программированием, но и где применяются алгоритмы. Это школьники, где встречаются с алгоритмами. Это прежде всего, наверное, математика, информатика, непосредственно программирование. Ну и вот у нас в рамках нашей программы мы стараемся развивать алгоритмическое мышление средствами образовательной робототехники. Что такое робот? Ну, я думаю, слово робот все знакомы, и взрослые, и школьники.
единого, строгого определения понятия робот не существует. Есть разные подходы, там, в ГОСТах прописаны, в международных стандартах прописаны. Вот, но школьникам эти понятия пока сложно воспринимать. И, исходя из практики, вот такое определение, то есть техническое средство, которое 3 условия есть. Может видеть или чувствовать, с помощью датчиков воспринимать информацию из окружающей среды, может эту информацию обрабатывать или, условно говоря, думать, там, да? Ну и выполнять какие-то действия. То есть исполнительные устройства есть, например, моторы. То есть действовать. 3 действия. Вот любой робот, ну, на самом деле это не строгое определение, потому что не только робот подходит под это определение, например, автоматическая стиральная машинка, в которой есть и исполнительные устройства, есть и блок управления, есть и датчики, тоже сюда подходит. Но это уже детали со школьниками, это уже на более поздних этапах можно в эти детали вникать. На начальном этапе вот такое определение мы используем. Ну и образовательная робототехника – это те образовательные средства, конструкторы, которые сейчас очень большое количество в образовательных организациях появилось, и у нас в том числе, вот здесь какие-то собранные, потом на перерыве можете пройти посмотреть, присутствуют. То есть роботы используются в образовательных целях. В последнее время еще стали появляться роботы образовательные именно с элементами искусственного интеллекта. Это отдельная тоже интересная история, пока про это подробно не буду останавливаться. Ну и несколько примеров на развитие алгоритмического мышления. Первый пример, причем к этому я только недавно пришел. Ну, первая задача, то есть собрать робота. Первый вариант, кто сталкивается с роботами, какие примеры вы можете назвать? Кто-то из вас работает? Работаете. Как собрать робота? С помощью чего? Ну, можно к аудитории вопрос? Ну, вот, задача ребенку, то есть учитель поставил, собери робота. Что должен делать ребенок? Как собрать? Ну, инструкции, да. Первые инструкции, любой начинающий педагог, и я тоже с этого начинал. Другой вопрос, насколько это полезно для ребенка на начальном этапе развития, дошкольное образование, сборка по шаблону, по инструкции, это действительно развивающий момент. Ребята более старшего возраста, когда собирают по инструкции, насколько это полезно для них, тут я бы поставил знак вопроса, поскольку тут, когда собирает, он просто смотрит на образец и делает по образцу, не думает, а зачем это нужно, почему именно так. То есть не развивается инженерное мышление и другие направления. Второй вариант – это самостоятельная сборка, когда нет никаких инструкций, просто придумай сам. Я тоже пробовал такой вариант в противовес первому варианту, но в этом и плюсы, то есть можно увидеть детей, у которых развито мышление, визуальное мышление, пространственное мышление, которые умеют хорошо конструировать, как правило, за счет того, что у них предыдущий опыт есть в области конструирования. И примеры могу показать некоторые. Ну, что касается инструкции по сборке, ну вот один из примеров, такой самый распространенный, наверное. Есть обычный мобильный робот, называется у нас дифференциальным приводом 2 независимых мотора и шаровая опора. И есть 107 шагов. Собирается такой робот, ну, не менее получаса, минут 30-40. А время на занятие, как правило, ограничено. И ребенок вот по шагам все эти инструкции берет нужные детали и соединяет их в том порядке, как показано. И получается, сейчас я пролистаю до конца, вот такой красивый, интересный, хороший, хорошо сконструированный робот. Минусы. Ребенок не думает, а почему так? Просто потому, что вот так кто-то придумал. Второй минус тоже, во-первых, здесь много деталей, долго собирается, время на уроке уходит много. Вот
Другая сторона – это придумай сам. В итоге я задание давал, и получались вот примеры. Насколько это удачные примеры? Есть и неплохие, есть и вот какие-то необычные. То есть ограничений было, никаких ограничений не было. То есть задание – робот, который может передвигаться. 2 мотора, 2 колеса и опора. Вот это единственное ограничение. И ребята придумывали какие-то от очень таких нерабочих вариантов, ненадежных, до вот таких уже средненьких, хороших конструкций, до вот каких-то образных вариантов. Но тоже у этого варианта плюсы свои есть, то есть они позволяют выявить ребят, у которых развито то, что я уже сказал, и визуальное, пространственное мышление, навыки конструирования у кого развиты, но и на начальном этапе все-таки это сложно, и получается не всегда то, что нужно. И средний этап, как говорится, истина посередине всегда. И вот на опыте я пришел к такому варианту. То есть некая задача, по решению которой нужно нам создать робота. И мы выделяем, причем ребята желательно, чтобы сами выделяли основные функции этого робота. Например, мобильный робот. Первая функция, наверное, чтобы он мог двигаться. И, соответственно, они конструируют ходовую часть, прежде всего, вот какие-то вот примеры здесь показаны. Если нужно, им я даю не инструкции по сборке всего робота, а либо образцы, либо можно там пошаговые инструкции тоже отдельных частей робота. В данном случае это часть шасси, мобильное шасси или ходовая часть, включающая в себя моторы, колеса и опора. Вот разные варианты. Они выбирают уже, какой лучше. Соответственно, следующая функция – это навигация робота на поле, то есть какие-то датчики понадобятся, чтобы он мог ориентироваться в пространстве, например, там датчики расстояния, чтобы он мог обнаруживать предметы, стенки или так далее, или датчик цвета, освещенности, который направлен вниз и разметку на поле может обнаруживать. Следующая функция, например, если это мобильный робот, и он должен какие-то действия выполнить с объектами, обнаружить объект и захватить, то есть, например, там, захватывающее какое-то устройство, и так далее. То есть разбивается на функции, и по шагам эта функция реализуется, и тогда получаются уже примеры более интересные роботов. Сейчас я тоже попробую показать вам их. Примеры роботов уже, они созданы осмысленно для конкретного задания. И пример задания, давайте я тоже вам сейчас сразу покажу, видеоролик. Это мы прошлым летом делали тоже со школьниками. Задание сами придумали ребята. Сейчас, условно говоря, есть грядка с помидорами. Правда, они там квадратные получились, но ничего страшного, арбузы квадратные бывают, у нас помидоры квадратные были. Это сейчас не самое важное. Соответственно, красные помидоры нужно собрать, зеленые нужно оставить, чтобы они дозревали. И вот робот, у которого есть и ходовая часть, есть и датчики для навигации, он движется вдоль разметки на поле, есть датчик для обнаружения цвета объектов, есть захватное устройство, и результат получился вот такой вот. Зеленые пропускает, красные собирает. Вот такое задание. И прийти к такой конструкции, к такой программе, как раз нам тоже разбиение на шаги, это, может быть, даже, если грамотно называть, это не совсем алгоритмическое мышление, это декомпозиция, когда мы разбиваем задачу сложную на отдельные части и решаем по шагам. Это тоже элементы алгоритмического мышления. Дальше. Это пример на конструирование. Следующий пример задачи – это не только конструирование, но еще и программирование. Хотя в первой это тоже было, то, что я показал уже. Примеры, причем роботов, когда мы делаем, то есть мы делаем робота не
для того, чтобы сделать робота, а для того, чтобы решить какую-то задачу. Это важный тоже момент, это и элемент проектного обучения, точнее проблемного обучения, когда ставится какая-то задача, и для решения задачи мы создаем средство, в данном случае такое техническое средство, как робот. Вот пример задания. Это Всемирная олимпиада роботов, прошлого года задание. Робот необходим в доме, в модели дома обнаружить старые лампы, заменить их на энергосберегающие, а также смонтировать солнечные батареи, установить устройство умного дома. Вот такой полигон есть, квартира, здесь разные комнаты показаны, здесь элементы, где располагаются солнечные батареи, должны располагаться лампочки старые красного, желтого цвета, новые белого цвета. Робот должен их развести на поле. Для экономии времени здесь я само задание в видеоролике не показал. Следующее задание аналогичное, но уже поле другое. Здесь у нас есть поле, на котором есть зеленая трава и сорняки. Сорняки нужно собрать и отвезти на пункт сбора. И если на пути встречаются божьи коровки, их нужно сдвинуть с дороги. И вот пример задания такого, тоже небольшой видеоролик. Правда, это не наш, это найдено из интернета, но мы такие же задания делали. Вот примеры здесь стоят. У меня просто на видео не записаны они. Божья коровка, робот сдвигает с дороги. Красный сорняк нужно собрать. Зеленая трава, ее нужно скосить, верхушку сбить. Я немножко промотаю, чтобы время сэкономить. То есть красные... стоп, я далеко промотал. Вот красные сорняки робот привез на пункт сбора. Дальше еще одно действие, не буду объяснять про него, это детали уже. И возвращается на место. Ну и так далее. До конца не буду уже. То есть для решения таких задач тоже нам нужно именно алгоритмическое мышление. Ребята должны, то есть, сложную задачу разбить на отдельные задачи и по шагам выполнить, то есть составить. Здесь у нас и условные конструкции, и циклы, и повторения, то есть много разных алгоритмических, и работа с данными, и массивы используются. Ну и третий класс или пример – это алгоритмы уже более сложные, недоступные школьникам на первый взгляд. Например, вот, такси ездит, Яндекс.Такси, у них строится на карте кратчайший путь. Да? Есть и беспилотные, кстати, такси, Яндекс.Такси, и в Москве, в Сколково, и в Иннополисе, это около Казани город, мы на соревнования со школьниками видели, и эти беспилотные такси тоже видели. Как найти между двумя точками кратчайший путь на поле? Но математики скажут, то есть алгоритмы, например, там алгоритм Dijkstra, да, теория графов, где эти задачи успешно решаются. Ну и, соответственно, здесь с помощью робота школьники могут тоже прикоснуться к этим задачам. Ну вот, пример. Мобильный робот обычный, который мы используем тоже, есть карта дорог в виде вот такого поля, есть, где робот не может проходить, сетка, точка А, точка Б. И робот должен найти, проходя через узлы сети, найти кратчайший путь от точки А к точке Б. Соответственно, про теорию графов для экономии времени, понятно, что сейчас время рассказывать не буду. Есть алгоритмы, как школьникам решать такие задачи. Алгоритмы хорошо известные, и студенты, наверное, математики, информатики на втором, на третьем курсе эти алгоритмы изучают. Если нет, поправьте меня.
Вот. И, соответственно, если среди вас есть преподаватели студентов, у вас, если проходят практику, например, на ваших кафедрах, можно было объединить усилия. Студенты, если изучают эту тему, и в рамках практики педагогической или в рамках другой какой-то практики мог бы алгоритм решить задачу, школьники могли бы собрать робота, простейшие алгоритмы движения, обнаружения перекрестков, и можно было школьников, студентов объединить и совместно такую задачу решить. Движение беспилотного такси. Мне кажется, интересно было бы взаимодействие и для студентов, как опыт работы с школьниками, и для школьников прикоснуться к более сложным алгоритмам. Вот. Ну и на этом, пожалуй, все, что я хотел сказать. И подытоживая, то есть, алгоритмическое мышление, показал несколько примеров, где это используется. И на сегодняшний день это востребовано. И самое главное, на мой взгляд, это полезно для развития ребенка не только узкое инженерное или математика, информатика, а именно как развитие алгоритмического мышления, как общее интеллектуальное развитие. На этом я бы завершил. Спасибо за внимание. Если вопросы, пожалуйста. Нет вопросов, давайте еще раз поблагодарим. Очень интересное выступление. Ну и следующий доклад — это Илья Пунгин. Пожалуйста, про Blender будет рассказывать. Вы сидя будете или стоять? Стоя, да? С разными операционными системами и офисами. Я сегодня не готовил презентацию, потому что я сейчас работаю в политехническом техникуме, у нас компьютеры все под Linux. Я точно знаю, что на этих компьютерах Microsoft Office, он с Linux офисом немножко не дружит, скажем так. А времени рихтовать все, к сожалению, не было. Более того, я хочу сегодня с вами побеседовать на такую тему. Видим, какая у нас складывается ситуация, реальность новая, да, что, как это шутка, что последний iPhone — это тот, который у вас есть, а не который там где-то будет произведен, да, что у нас проблемы с закупкой, с покупкой современной техники, оборудования, компьютеров. И да, ладно, даже год назад я точно знаю, что в учебных заведениях, в школах, техникумах, вузах всегда такая проблема была, что техника, если она появляется, она потом работает многие годы. И она успевает уже и морально устареть, и физически устареть, и студентам все равно нужно давать какие-то новые программы. И возникает такая проблема, что какую версию, у меня доклад так озаглавлен, что какую версию Blender выбрать в 2022 году, если вы только начинаете его изучать. Дело в том, что на сегодняшний день Blender — это очень такая популярная программа для 3D-моделирования. Она используется уже во многих анимационных студиях, то есть используется профессионально. И все больше и больше людей начинают его изучать для себя, чтобы, может быть, где-то потом как-то войти в эту 3D-индустрию. И существует такое устойчивое мнение, что если уж начинать учиться работать с какой-то программой, то нужно сразу брать самую последнюю версию. Согласны с этой концепцией? Но зачем изучать старую программу, которая уже устарела, на смену которой пришло что-то новое? Не факт, что это новое лучше старого. Во-вторых, в старом ты уже умеешь работать, а в новом еще нет. А если вы еще не умеете? Вот представим себе ситуацию, вы еще вообще ничего не умеете, ничего не знаете, и перед вами стоит выбор, какую версию выбрать. Это нереальная версия. Это нереальная версия. Всегда стартовая позиция, даже у школьника все равно разная. Она какой-нибудь шестиклассник приходит, ему говорят: вот, сегодня мы начинаем изучать 3D. Он говорит: хорошо, мы будем изучать Blender. Он говорит: хорошо, никогда не работал. Окей. Какую версию выбрать и почему?
нет такого попроще и посложнее. Оно, конечно, совершенствуется от версии к версии, что-то усложняется, что-то упрощается, что-то просто меняется, какие-то вещи меняются в программе, и приходится, допустим, ну вот в Blender есть такая штука, называется слои. В старых версиях эти слои были просто вынесены отдельная пиктограммка, там видишь, какие объекты на каких слоях у тебя находят. Ну, как бы можно было управлять через пиктограммку. Сейчас это закинуто в свойства объекта, то есть так уже не видишь этих слоев, и уже надо знать, куда посмотреть. Как бы, ну, есть такое развитие, и не сказать, что какая-то версия проще, сложнее и так далее. Так вот, я тут стал разбираться, какие варианты, какие причины, скажем так, за новые, какие аргументы можно высказать за новые версии и за старые версии. И вот что я могу вам сказать. Значит, аргументы за обновление программ. Какие аргументы мы слышим чаще всего? Ну, первое, да, программы развиваются, в них появляются какие-то новые функции, новая программа умеет больше, чем старая. Хороший такой аргумент. Второй аргумент – улучшение существующих функций. Вот сейчас вышел третий Blender, ну как сейчас, уже довольно-таки давно, в конце прошлого года. Вышел третий Blender, и скорость рендеринга в одном из движков, который он использует, увеличилась процентов на 40. Отличный результат, то есть вы будете ждать уже, скажем так, не 10 минут, пока картинка отрендерится, а только 6. А фильтры поставят, и все зависнет. Как сейчас. Какие фильтры? Ну, школа. Это ясно. Так, значит, вот улучшение существующих функций. Третье. Обеспечение совместимости программ друг с другом, с разными протоколами, версиями и так далее. Вот когда где-то в 2019 году вышла версия 2.8, новая ветка Blender, основной упор в это время было сделано на изменение интерфейса. То есть до версии 2.8 у Blender был очень своеобразный интерфейс, он был очень отличный от других программ, и в народе так и говорили: если вы изучали какую-то другую программу и садитесь за Blender, забудьте все, что вы знаете про 3D. Вы начинаете изучение 3D с самого нуля. Все заново. Ну, то есть принцип-то вы знаете, но где что находится, вы уже не понимаете. То же самое касалось и того, что если я сажусь за Blender, учусь работать и потом пересаживаюсь на какую-нибудь Maya, например. И для меня опять интерфейс совершенно незнаком, я не понимаю, где чего нажать, куда кликнуть мышкой. Ну, как бы в версии 2.8, например, привели к какому-то стандарту индустрии, и Blender стал более, скажем так, более близок к аналогам, к конкурентам. Что, кстати, сделало его очень популярным, гораздо более популярным. Следующее – повышение безопасности и стабильности работы. Ну, понятно, программа существует, в ней выявляются какие-то ошибки, программисты над ними работают, их устраняют, ну, где-то, может быть, что-то, другие ошибки вносят, но это уже повод для выпуска следующих версий. Но все равно мы ожидаем, что каждая следующая версия программы, она будет более стабильной, более, скажем так, корректно работающей, меньше каких-то багов, глюков и так далее в ней будет содержаться. И еще одна причина, наверное, она такая чисто психологическая, что если ты работаешь в какой-то старой программе, в старой версии программы, слушай, старик, переходи на новую, да? А то ты старик, какой-то вот там мастодонт, вот. Что ты в этой старой программе забыл? Уже есть давно новые версии и так далее, и так далее. Но есть и очень веские аргументы в пользу использования в работе старых версий. Какие это аргументы? Ну вот если говорим про Blender, ну в принципе вот этот аргумент, который сейчас приведу, он касается всех программ. Современные программы, современные программные пакеты, вот даже называют не программы, а пакеты. Почему? Потому что в любой современной программе объединено множество разных технологий. И эти технологии, они должны быть определенным образом увязаны.
Когда выходят какие-то обновления, как правило, обновляется не весь стек технологий, не абсолютно весь пакет обновляется, а обновляются какие-то узлы, детали и, ну, скажем так, если у вас есть Жигуль ВАЗ-2107, и вы начинаете по одной детальке в него менять, в надежде довести его до состояния, условно говоря, там, Лады Приоры, возможно, вам это и удастся, но в процессе вы будете иметь нечто, что даже поехать не сможет. Причем будете с этим очень долго и упорно возиться, бороться и так далее. То есть вот эти обновления программ, они могут внести какую-то нестабильность, они вносят зачастую разбалансировку стека технологий. И, насколько мне известно, сегодня существуют даже, скажем так, сборки программного обеспечения. Ну, если говорим про 3D, то моделируют, например, в пакете Maya, раскрашивают модель в Substance Painter, что-то еще делают еще в какой-то программе. И вот существуют сборки, когда вот одна версия первой программы, вторая версия второй, третья версия третьей. И вот эти сборки 3D-шники, они берегут как зеницу ока, потому что, не дай бог, оно вот что-нибудь из этого обновится, связь тут же рухнет. То есть у нас не будет работать вся эта сборка, что-то где-то отвалится. Что-то где-то вроде вчера работало, а сегодня не захотело. И вот эти проблемы при обновлении, они возникают. Это один из поводов не переходить на новые версии, оставаться на старой технологии. Особенно если у вас идет, ну, скажем так, производство, если вам некогда возиться с какой-то новой технологией, с какими-то вот... Нажмите, пожалуйста, красненькую кнопочку. Называется, даже если вы выключили звук, а я выключал звук, все равно проверьте, что вы выключили звук. Ладно, я выключу весь телефон. Вот. Значит, сегодня программы используют множество компонентов, в том числе сторонних программ. И если у вас собрана сборка, которая уже работает идеально и без проблем, то то, что работает, не трогаем. Это одна из сегодняшних таких причин номер один, наверное. Следующее. Я вот уже сказал, что иногда вот особенно сборка должна работать там, где идет производство, где идет какой-то выстроен технический, технологический процесс. Если вы делаете анимацию, если вы на этом зарабатываете деньги, вы не будете обновлять программу только ради обновления. Вы будете работать в той сборке, которая у вас работает стабильно, про которую вы знаете, что она работает, в которой вы абсолютно уверены. Вы не будете обновлять софт, даже если это вам сулит какие-то новые возможности. Так, следующее. Сегодня так происходит, что новые версии, к сожалению, к большому сожалению, новые версии программ содержат не только новые версии, новые какие-то команды, новые возможности, но и почему-то блокируются старые какие-то вещи. Например, в Blender до версии 2.79 включительно был игровой движок. В версии 2.8 его убрали. Ну, видимо, разработчики решили, что игровых движков и так на рынке очень много, зачем нам еще свой игровой движок с собой тягать. Некоторые люди, кто разрабатывал в Blender игры, они и делали что-то для игр, вот там могли, допустим, проверить, как это будет играться, как это будет работать в игре, остались с версией 2.79 и вынуждены ею пользоваться до сих пор. Следующая причина. Программное обеспечение зачастую развивается циклично. Вот тот же самый Blender. Если взять довольно давние времена, скажем так, вот вышла версия 2.50. Версия 2.50 вышла в 2009 году. И она ознаменовалась полной переработкой интерфейса. Ну, я не разбирался, что там было до того, но вот в версии 2.50 поменяли полностью интерфейс. И этот интерфейс дожил до версии 2.79. Последняя сборка версии 2.79 официальная вышла в конце, кажется, 2019 года. То
То есть, представляете, 10 лет развивались вот эти сборки в этой версии и вот с этим интерфейсом. И одна из причин, почему не стоит сразу гнаться за новыми какими-то версиями, одна из причин заключается в том, что вот у того же Blender 10 лет был один и тот же интерфейс, и 10 лет писались книжки, они пишутся медленно, они разрабатываются очень малым количеством авторов, количество разработок очень небольшое. И вот представляете, весь этот массив, накопленный за 10 лет, он не такой большой на самом деле. Если вы хотите изучать, стартовать с новой версией, с новым интерфейсом, вам придется его отвергнуть. А современных книг их сильно меньше. Их очень мало. Соответственно, мы теряем очень мощную, сильную методическую поддержку. Мы не понимаем, как делать то или иное действие, как использовать ту или иную функцию. И возникает проблема. Мы видим, как сделать это в старом интерфейсе, но мы не понимаем, как то же самое сделать в новом интерфейсе. И обучение по старым книжкам, оно превращается просто в какие-то муки. Это когда вы открываете книгу и по одну страницу читаете 1,5 часа. Пытаетесь, вернее, повторить то, что там написано, и делается за 5 минут, но в другой версии программы. Вот. Следующее. Про Blender могу сказать, что там есть цикличность определенная. Нужно тоже это учитывать. Если мы говорим про современные версии, да, там появились системы нодов. Это очень мощные инструменты, которые позволяют настраивать изображение, позволяют его изменять, очень там серьезно перерабатывать на лету, что называется, но современные версии, они еще сырые. Если говорим про версию 2.79, то есть старая версия со старым интерфейсом, она отработана, то есть там наработки 10 лет. В современных версиях это борьба еще, это добавление новых функций, потом одни функции добавляют, потом их убирают, потом их перерабатывают, возвращают и так далее. И зачастую даже невозможно определить, вот вы следующую версию скачали, обновление, а будут ли там те же ноды, которые были у вас в предыдущей версии. Поэтому вот в современном том же Blender новые версии — это нестабильность в функциях. Это постоянное изучение, постоянно ищите, что сейчас сломается у вас, чего сейчас не будет в новой версии, что отключат. Поэтому вот это все говорит о том, что в плане Blender я бы, например, порекомендовал... еще одна причина. Наверное, самое важное на сегодняшний день. Вот я начал говорить про то, что начал свое выступление с того, что сегодня последний iPhone — это тот, который у вас и есть, а не тот, который где-то кто-то произвел, придумал. И примерно такая же история сегодня с компьютерами. Вот сколько раз слышал от учителей, что они говорят: вот вы тут показываете, например, это не обязательно мне кто-то говорил на других площадках, вы показываете, как работать в самом современном блендере, а у нас компьютер с 2 гигабайтами оперативки. Что мы можем сделать? А вот если у вас 2 гигабайта оперативки, берем версию 2.79, она как раз на этом железе работает, и разбираемся полностью с ее возможностями. И потом те, кому реально нужно будет уже более мощные версии, с более мощным железом, они перейдут, они найдут это железо, они научатся с ним работать, потому что вы же уже умеете работать в этой программе. Ну, условно говоря, если вы умеете водить, не знаю, там, если вы умеете водить легковую машину, наверное, вам легче переучиться на водителя грузовой там, или водителя того же трамвая, да, чем если вы вообще ничего не умеете. Вот. Поэтому при обновлении программ надо смотреть, что каждая из версий умеет, смотреть, не поддаваться какому-то хайпу, что давайте самую последнюю версию использовать, и разумно выбирать то, что соответствует вашим возможностям, в том числе и техническим. Ну и в плане того же Blender я могу порекомендовать версию 2.79b. Очень легковесная, очень хорошо работает на железе, начиная там, не знаю, с 2008 года производства. И на современном она тоже есть, работает, все замечательно. Более того, я знаю, что есть студии, которые до сих пор обучают себе
ну, скажем так, проводят бесплатные, в том числе, курсы, обучают людей работать в этой старой версии, и потом набирают себе из выпускников кого-то на работу. Так, я так понял, закончил, да? Пожалуйста, вопросы. Обратите внимание, на самом деле речь не столько о блендере, а сколько о тактике выбора программного обеспечения нового и так далее. То есть человек... Да. А есть люди в аудитории, которые блендером занимаются? Ну, наверное, кто-то же пробовал, нет? Нет, просто я слушал с удовольствием, потому что в 2019 году я подсел на этот блендер, и если бы видели там мотивационный ролик, я пытался самосбор из разных вот элементов сделать, анимации там соответствующие. Но я через какое-то время... Там система должна быть. Ты должен либо работать, ежедневно что-то делать, ну хотя бы раз в неделю, иначе квалификация теряется. Очень много таких вот вещей, которые нужно помнить. Это программное обеспечение, чье производственная страна? Это сообщество программистов, причем свободное программное обеспечение. Свободное программное обеспечение. Когда был вопрос, что будут ли блокировать Blender в России, сообщество сказало категорически нет. Мы не будем. Центры есть, Европа. Скажем так, центра там нет, это свободное ПО, это сегодня вы можете сидеть в любой точке Земли, хоть в Антарктиде, если у вас есть интернет, работать, вносить свой вклад в развитие этой программы. И сегодня очень многие компании, вот кто последний, по-моему, Sony Pictures, что-то 200 тысяч долларов заплатили там. Там уже сотнями тысяч, миллионами долларов суммы, которые идут на разработку блендера, потому что многие студии начинают его использовать и понимают, что это инструмент будущего, возможно. Потому что вот та же самая Майя, про нее говорят, да, сегодня это стандарт отрасли, но там развития нет. Они и так деньги зарабатывают, зачем им развиваться, у них развития нет. А блендеры, они развиваются, они на этом и хотят выйти, скажем так, вперед в лидеры. Так, ну давайте еще раз и поблагодарим Илью. Большое спасибо за выступление. Следующее выступление по программе МОЕ. Вячеслав занят там трансляцией, поэтому я сам себе объявляю. Коллеги, я хочу просто показать, вот как вчера вы работали и как выглядит внутренняя кухня. Вчера вы видели, грубо говоря, меню, в котором написано, что там, из чего состоит блюдо. А сегодня вы узнаете, как оно готовится, это блюдо. И я вот так и назвал свое выступление презентация некоторой программы, которая позволяет проводить вот такие конкурсы массовые в режиме онлайн. Ну, я не буду останавливаться на первых слайдах, я их вчера демонстрировал для всех игроков. Сразу перейду вот на этот слайд, где вы видите еще раз результаты вчерашней нашей встречи. Нас в участии принимало 31 человек, всего было, 33, наверное, человека, всего было 13 команд, ну, одна команда не смогла выйти своевременно, и она в какой-то момент просто выпала. Теперь как выглядит вот эта программа, в которой происходит работа? Ну, прежде всего, Вячеслав Алексеевич, микрофон надо, да? Значит, прежде всего, я хочу сказать, что автором этой программы является студентка. Она, выполняя выпускную квалификационную работу, вот, по моему заказу, по моим пожеланиям, вот эту программу создала. Она работает в сетевом варианте, значит, выложена на моем персональном хостинге, и ею можно воспользоваться любой пользователь, которому она будет интересна. Я просто пробегусь очень быстро по страничкам, и чтобы вы увидели, насколько просто все это выглядит. Вот когда вы входите в режиме любого либо администратора, либо гостя по ссылке, которая вам тоже была предоставлена, вы видите примерно вот такую картиночку, где описываются все викторины, которые в данный момент загружены. Значит, авторами викторинами могут быть любые люди, то есть любые пользователи, которые захотят вот воспользоваться вот этой оболочкой.
Дальше, войдя и авторизовавшись, у вас появляется панель администратора, и в этой панели всего 3 кнопочки. Вот посмотрите, создать викторину, видно, да, создать викторину, управление администраторами и управление группами. И по этим 3 кнопочкам вы, как администратор, можете просто перемещаться и смотреть, какой у вас есть режим. Ну, вот первый режим, когда вы наблюдаете за группами, то есть вот я нажал по кнопочку управления группами, я вижу состав команд, вот здесь он присутствует, могу заглянуть в каждую из команд и посмотреть, кто из участников в данной команде присутствует, где какие адреса электронные и так далее. Значит, сама викторина создается вот примерно в такой оболочке. То есть нажимаете кнопочку «Создать викторину» и заполняете сначала данные по этой викторине, тему, указываете время, когда викторина проходит, сколько участников и сколько вопросов. Но последний вопрос не актуален, потому что количество вопросов всегда можно либо уменьшить, либо увеличить в зависимости от того, как вы подготовились. Естественно, предполагается, что есть этап подготовки вопросов и ответов, ну и вы в любой момент, любой вопрос можете отредактировать, либо его вообще удалить, либо каким-то образом поменять на другой вопрос и так далее. Значит, интерфейс очень простой. Вот вы видите панель, где заполняются вопросы. Вы просто забиваете вариант вопроса своего и добавляете вариант ответа. Ну и кроме того, можно всегда загрузить некий файл, который либо в виде картинки, либо в виде видео загружается. То есть вы будете рядом с панелью вопросов видеть еще и дополнительную информацию, графического характера. И это, кстати, очень полезно, потому что если вы проводите мероприятия по поиску информации, то бывает очень часто люди, которые ориентируются, берут, например, кусок текста, его забивают в какую-нибудь поисковую систему и уже результат какой-то могут получить. А если какая-то картиночка, это уже гораздо сложнее это сделать, поэтому, по сути дела, вот многие вопросы, которые я формулировал, я специально выносил в картинку, чтобы, если ты и будешь распознавать текст картинки, то это потребует какого-то времени дополнительного. Просмотр викторины. Вот вы будете видеть все вопросы и все ответы, которые в данной викторине присутствуют. Ну и в любой момент можно зайти, поправить соответствующий вопрос, если вы там что-то увидели, какую-то ошибочку, или, может быть, хотите изменить немножко по содержанию свой вопрос, либо картиночку свою как-то изменить и поправить. Теперь смотрите, вот панель администраторов, она выглядит вот таким образом. То есть любой человек, который пожелает, мне напишет письмо, он может стать администратором и провести вот эту викторину в таком же режиме, как примерно вчера она у нас с вами прошла. Значит, вы здесь появитесь как администратор, ну и можете работать. Итак, если в сухом остатке, что я хочу сказать. Значит, вот эту программу можно использовать в 2 вариантах. Один вариант, я просто вам полностью сбрасываю дистрибутив этой программы, и вы сами ее можете установить где угодно. Ну, либо на своем хостинге, возможно, сетевой вариант в классе. И второй вариант, вы просто обращаетесь ко мне, я для вас открываю возможность администратора, и вы, используя свои права, заполняете и проводите свои викторины. Они здесь будут накапливаться. Кстати, можно использовать материалы, естественно, по согласованию других администраторов, которые такие викторины создают. Ну вот, в частности, вот Екатерина Осокина, наверное, многие знают, она, по крайней мере, в прошлом самосборе принимала участие в нашем, а сейчас она вот в Сириусе находится. Она заинтересовалась этой системой и вот, по крайней мере, собирается проводить такие мероприятия у себя в рамках образовательного учебного процесса своего. Вот все, пожалуй, все, что хотел сказать по поводу вчерашней нашей встречи и по поводу
программа, которую можно использовать в своей практике. Я хочу еще раз сердечно поблагодарить всех участников. Мне, честное слово, было интересно. Ну, извиняюсь, что, возможно, там технические сбои возникают, но это неизбежно, когда массово выходят люди на одну страничку, и технические сбои могут быть. Но я, повторяю, получил удовольствие. Я, причем, в течение вот этого месяца уже 3 вот таких викторины провел разного уровня, там, с учителями, со школьниками, со студентами. Ну, это тоже был опыт вчерашний, и тоже такой приятный, положительные эмоции всегда получаешь. Все, у меня все. Так. Следующее. Да? А? Ну, вот это я говорю, что это самое сложное. Вопросы набираются в течение года. У меня есть, как бы, если я на что-то запал, я должен это запомнить, зафиксировать и потом уже где-то использовать. Но часть вопросов, если вы заметили, я использовал, года 4 назад была в Гугле, у меня такая же система разработана. Мы проводили геокэшинг по картам Google, там похожие были вопросы, какие-то заготовки были еще там. Вот. Ну, а так просто собирательство обычное, как у любого учителя, есть своя копилка, есть свой портфель, куда все складывается, паттерны, как я говорю. Все? Ну, мне самому нравится, я так... Да. Так, спасибо. Следующее выступление. Облачные технологии в образовании и в учебном процессе. Ульяна Сорбачева. Нет. Нету, да? Ну тогда девочки, наверное, будут выступать. Да? Готовы? Мы просто сдвинем одно выступление. Сазановская Ксения и Калитовская Полина. Так, презентацию, да. Презентацию только на рабочий стол потом оставьте. Да, а тут занято. Справа давайте. Разберитесь сами, да? Угу. Которая? Вот вверх? Сюда брошу. На столе оставьте, прямо со стола. Книжку можете взять, чтобы не забыть. Добрый день, уважаемые участники самосбора. Мы студентки Института педагогики и психологии. Сегодня мы вам приготовили доклад. Хотим вам представить разработку дидактической игры Labbook и рассказать о первом опыте работы с Adobe Photoshop. Этнокультурное воспитание является целостным процессом передачи младшему школьнику культурных знаний, ценностей, традиций, социальных норм своего этноса и выступает важной и неразрывной частью системы формирования личности ребенка. Аспект формирования этнокультурных представлений у детей младшего школьного возраста рассматривается в Федеральном государственном стандарте начального общего образования, и он зафиксирован в личностных результатах освоения основной образовательной программы. Основой российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России формируется осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, уважительного отношения к новому мнению, истории и культуре других народов, закладываются у младших школьников. Из этого следует, что процессы обучения и воспитания должны быть направлены на развитие этнокультурной личности. Проблема формирования этнокультурной компетентности младших школьников является очень важной в области образования и воспитания. Этнокультурное представление – это совокупность широко распространенных образов и особенностей восприятия, описания и объяснения прошлого, территории, языка, культурных обычаев, норм и практик, человеческого поведения,
осмысленных как свойственные для данной этнической общности. Этнокультурное представление понимается российскими учеными и педагогами-практиками как целостный процесс передачи культурных ценностей, традиций, социальных норм того этноса, представителем которого он является и в среде которого он живет, выступает неразрывной частью системы воспитания подрастающего человека. Для формирования этнокультурных представлений необходимо использовать следующие условия. Первое условие – это актуализация этнокультурного потенциала учебных предметов начальной школы. Второе условие – обогащение этнокультурным содержанием образовательного процесса на ступени начального общего образования. И третьим условием является организация этнокультурного взаимодействия во внешкольной среде. Использование дидактических игр – это одно из условий формирования этнокультурных представлений младших школьников. Объединяющие эти два условия может быть лэпбук этнокультурного содержания. Формирование этнокультурных представлений о родном крае у младших школьников происходит как на уроках, так и во внеурочное время. Лэпбук, являясь собирательным способом информации, мотивирует на изучение этнокультурных особенностей народа этноса. Лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую учащийся собирает сам, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон. Главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях учащегося. В разработанном лэпбуке ученики смогут проверить свои знания о Республике Коми. Первая страница определяет тематику разработанного этнолэпбука. При создании данной страницы были подготовлены два разных эскиза. Выбор титульной страницы пал на последний эскиз, который доработали и отправили в печать. Следующая страница проверит знания учащихся о территориальных границах районов Республики Коми, а также государственной символике. Для закрепления знаний о расположении районов Республики Коми предлагается собрать пазл, из которого составляется полноценная игра карты Республики Коми. Пазл создан на магнитной основе. Каждый пазл примагничивается к магнитному полотну. Государственная символика собирается также с помощью пазла на магнитах. На третьей странице лэпбука представлены две игры – домино и карточки упражнения Велодем. Игра домино включает в себя соединение коми-орнамента. Карточки упражнения Велодем предназначены для того, чтобы проверить знания учащихся о названиях посуды, одежды и цветов. На одной стороне карточки располагается изображение, а на обратной стороне – название на коми-языке. Использовать данную игру можно в двух вариациях. Первый вариант – ученик видит слово и переводит его, а второй вариант – ученик видит изображение и называет этот предмет на коми-языке. На 4 и 5 страницах лэпбука учащиеся смогут одеть мальчика и девочку в национальные коми-костюмы. Одевать персонажей лэпбука ученики будут также путем примагничивания предметов одежды к персонажам. Также при разработке титульного листа и страниц с куклами были подобраны персонажи, нарисованные в едином стиле. На 6 странице располагается игра «Триз». Детям необходимо соединить образы животных из календаря охотника и их названия на коми-языке с фотографиями и их названиями на русском языке. На 7 странице располагаются правила игры «Бродилки», которая называется «Путешествие по Республике Коми». К этой игре прилагаются фишки, игральный кубик, игровое полотно и разноцветные карточки с заданиями. Все это связано с культурой, сказаниями, природой и бытом народа Коми. На 8 и 9 страницах лэпбука детям предлагается соединить названия животных и растений на коми-языке и их изображениями с использованием магнитного полотна. На следующей, 10 странице, располагается завершающий титул с QR-кодом, который сообщает о разработчиках и руководителе данного проекта. Данный лэпбук у нас пока идет в разработке, и у нас есть заготовленные страницы. Мы их уже напечатали, необходимые детали уже вырезаны. Вот. И еще на этой неделе будет сборка нашего лэпбука, то есть оно будет на кольцах и будет состоять как реальная книга. Созданный проект делится на несколько этапов.
Это обдумывание проекта, разработка страниц, эскизов, наметка страниц в специальной программе, печать страниц и само выполнение лэбука. Это склеивание, пришивание страниц, обычных страниц, которые мы напечатали, также магнитного винила для некоторых страниц, которые будут пазлами, и картона для прочности книги. Весь проект был разработан в программе Adobe Photoshop. Эскиз каждой страницы лэбука обрабатывался различными инструментами программы. Мы хотим поделиться с вами, какие инструменты использовали. При запуске Photoshop панель «Инструменты» появлялась в левой части экрана. Самым популярным в использовании инструментом программы оказалось это перемещение и прямоугольная область. С помощью данных инструментов мы могли выделять какую-то область или часть рисунка и с помощью инструмента перемещения могли перемещать, вырезать, на другую страницу перекидывать. То есть это готовые были рисунки? Да, да. Так. Далее по необходимости использовался инструмент ластик и волшебный ластик. Отличие этих инструментов в том, что волшебный ластик стирает пикселы не в радиусе кисти, как обычный ластик, вот здесь показано, и он удалял пикселы в изображении одного цвета полностью. То есть я выделила белый цвет, и он мне полностью белый цвет удалил. Это тоже очень помогало в работе. Также при создании дополнительных карточек для дидактических игр, вот такие карточки с заданиями, использовался инструмент горизонтальный текст. Так он выглядит, который позволял вставлять текст в разработанные страницы. Также на первой странице на титульном листе у нас тоже с помощью этого инструмента вставлен текст. И с правой стороны находятся дополнительные инструменты, которые были не менее важными в работе. Использование окна слои было необходимым для того, чтобы комбинировать несколько изображений и, например, управлять текстом, который мы добавили на наши страницы. Таким образом, мы можем сказать, что лэбук – это собирательный образ плаката, книги, раздаточного материала, который направлен на развитие учащегося какого-то творческого потенциала, который учит мыслить, действовать креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. Также лэбук является сборным пособием, в котором учащийся найдет пройденный материал и в игровой форме может его закрепить. Благодаря этнолэбуку у детей формируются этнокультурные представления о своем родном крае. Также, испытав программу Adobe Photoshop, можно сказать, что в данной программе есть полезные инструменты для учителя, с помощью которых можно разработать любое дидактическое средство для младших школьников. Спасибо. Вопросы? Коллеги, если есть вопросы, У меня пожалуйста. два вопроса шкурные. Шкурные. У вас руководителя нет сегодня с вами? С нами нет. С вами нет. А куда потом вот ваш лэбук? То есть это у вас идет курсовая работа или дипломная? Нет, наш разработанный лэбук – это по методике технологии проект. Так. И он потом остается у вас на кафедре? Да, он остается на Ну, я так понял, это Вика Федоровна У меня Березовская. просто очень шкурный вопрос. А можно ли сделать два таких лэбука и один подарить больнице? Потому что, в любом случае, университеты, все у нас организации, они входят в добрые сердца, проводят благотворительные акции. Один лэбук такой подарите, пожалуйста, нашей больнице. Хорошо, обязательно подарим. Еще вопросы будут? Ольга Васильевна, по-моему, в прошлый раз выступала, Да, да? я в 15 году как раз Да. выступала по теме лэбука. Да, я помню, что. Меня это заинтересовало. Спасибо за внимание. Спасибо, девочки. Так, теперь у нас есть еще, наверное, возможность послушать доклад следующий, да, потому что меньше, чем полтора часа даже не больше. Так, Да. Мы не знаем, в каком конкурсе мы участвуем.
Курс какого? 3-й курс. А что, 4 года или 5? 4. Молодцы. Спасибо. Да, значит, Я правильно понимаю, что здесь у нас ведь не все преподаватели информатики? Нет, не все. А кто преподаватель информатики? Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я сориентировалась. 1. А все остальные 2, да? Все остальные не Ага. Дело все в том, что как бы заявленная тема это формирование финансовой грамотности на уроках информатики. А поскольку учителей информатики-то здесь получается как бы меньше всех, я сейчас тогда по ходу попробую немножечко переориентироваться. И самое важное, на самом важном тогда остановиться. Дело все в том, что мы-то все с вами встали сейчас перед проблемой, что с 1 сентября вступают в силу новые стандарты. Новые стандарты начального общего и основного общего образования, которые, ну, как всегда, на нас падают, да, как снег на голову. И вот в этих вот стандартах появилось обязательное требование формирования функциональной грамотности обучающихся. Очень хорошо, все красиво написано, что это способность решить учебные задачи, жизненные проблемные ситуации на основе предметных, метапредметных, универсальных способов деятельности. В стандарте начального общего образования определен широкий спектр предметов, в которых должна формироваться эта функциональная грамотность. В стандартах основного общего образования чуть поменьше. И связано это прежде всего с тем, что, к сожалению, наши дети не очень хорошо выглядят на фоне международных исследований. И хотя на сегодняшний день мы попали под санкции во всех сферах, в том числе и в проведении международных исследований, но тем не менее это не значит, что детей-то не надо к этому готовить. И вот функционально грамотный человек, как определено в ПИЗе, это человек, который способен использовать постоянно приобретаемые в течение жизни знания и умения для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. То есть все те знания, которые ребенок получает в школе, все те умения и компетенции должны быть нацелены прежде всего на жизнь, на жизненные задачи. И это, в принципе, все то, к чему мы всегда стремились. Да? Ведь с самого начала, и дети, они ведь очень существа такие прагматичные, они же всегда задают вопрос, а зачем мне это надо, а где я это буду применять, зачем мне нужно учить географию, я не собираюсь ходить пешком, да? Мне достаточно Google карты, либо вызвать Яндекс. То есть слышали же наверняка такие высказывания. Зачем мне нужно знать законы физики, я не собираюсь становиться физиком, или когда я в школе преподавала экономику, мне дети говорили, я никогда не буду экономистом, мне это не надо. А как же не надо, когда мы с вами каждый день сталкиваемся с этими вещами? Когда мы с вами едем в автобусе, почему нам говорят, держитесь за поручень? Да потому что если вдруг внезапно произойдет резкое торможение, что произойдет с нами? Включаем законы физики, да, мы будем продолжать движение по инерции. То есть вот практически каждый наш с вами шаг, каждое наше с вами движение, оно связано с каким-то предметом. И я за это очень люблю информатику, я каждый раз детям говорю, что это тот предмет, который объединяет в себе все. Там есть и физика, там есть и математика, там есть и биология, там есть и психология, там есть и история. И у меня один ребенок сказал, ну, конечно, это всехняя наука. И мне так это слово понравилось. Вообще понятно, что с точки зрения филологии это неправильно, да, так нельзя говорить. Но мы теперь так говорим, это всехняя наука, да, потому что она охватывает все. Но возвращаясь к функциональной грамотности, что в эту функциональную грамотность входит, да, вот представлено на слайде. Математическая, читательская, естественно-научная. Это вроде бы как привычно, мы всегда об этом говорим, и на любом, в принципе, в рамках любого предмета мы с вами стараемся как-то формировать либо математическое умение читать, считать эти какие-то там, решать какие-то задачи, читательскую,
прочитать задание, понять, что нужно выполнить. Это самая основная проблема, с которой сталкиваются наши дети на государственной итоговой аттестации. К сожалению, они не умеют читать. И если еще в начальной школе они читают, и уже давным-давно отошли от скорости чтения, да, теперь уже осмысленность чтения, умение ответить на вопросы по прочитанному тексту, то как только дети переходят в основную школу, а уж тем более в старшую, самое главное, это начинается объем, это начинается скорость. И чем больше они начитают, прочитали они этот параграф, который состоит из 10 страниц, а сказать-то, о чем там была речь, они не могут. Поэтому, к великому сожалению, на любом уровне образования детей нужно учить читать, и иногда читать вслух, для того, чтобы они могли выделить главную мысль, да, чтобы они могли выделить какую-то основную проблему. 3 функциональные грамотности, 3 компетенции, о которых мы, в принципе, практически не говорили, это финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Почему я так выделила финансовую грамотность? Потому что финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни. На самом деле финансовая грамотность – это проблема, которая стоит перед нашим российским образованием уже достаточно давно, еще с 2017 года. Разработана концепция повышения финансовой грамотности у наших граждан. Включается изучение финансовой грамотности в ПИЗу, включаются в экзамены по обществознанию, включаются в экзамены по математике, задача ЕГЭ 21, по-моему, да? Математики есть? Нет математика. Значит, определены 3 основных ожидаемых образовательных результата, то есть выработка целесообразных моделей поведения, формирование представлений о различных вариантах решения ситуации и развитие умения предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного решения. Причем в ВГОСе основного общего образования, вот правый верхний угол, в требованиях к предметным результатам именно по обществознанию и в экзамен по обществознанию включается большая часть вопросов по финансовой грамотности, включено приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, а также в повседневной жизни. То есть получается, что финансовая грамотность – это какой-то набор знаний, который повышает наше с вами благосостояние, который помогает нам с вами жить как можно лучше, как можно благополучнее. И владея вот этими вот основами финансовой грамотности, человек не должен попасть на уловки мошенников, он должен уметь выбирать основные финансовые институты, он должен решать простейшие задачи практической направленности. Вот у него есть 100 рублей, сколько он может на эти 100 рублей купить фруктов. Или что делать на сегодняшний день с имеющимися деньгами? Вот получили отпускные, мы все сейчас, да, получили отпускные, вроде как дали нам большую сумму денег, а что с ними дальше делать? Бежать в банк, положить под проценты? Вот только что пришла смс-ка о том, что банк принял решение, понизил ключевую ставку еще на 1,5%. Бежать вкладывать в валюту, а мы с вами видим, что у нас на сегодняшний день курс валюты искусственно заниженный, да, экономические правила игры, искусственно курс заниженный, если мы с вами покупаем, то наши деньги не сберегаются даже от инфляции. Что делать в той или иной ситуации? То есть на самом деле финансовая грамотность, она касается каждого из нас, каждого лично. И поскольку уже с 2017 года, как я уже сказала, вопрос о финансовой грамотности стоит на повестке дня, была разработана вот такая вот рамка компетенций 2015 года, в которой входили 9 основных направлений: доходы и расходы, финансовое планирование, бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, страхование, риски финансовой безопасности, защита прав потребителей и общее знание экономики и азы финансовой арифметики. Но каждая образовательная организация пыталась решать эту задачу своими доступными способами. Кто-то вводил самостоятельный курс, кто-то выделял дополнительные часы, в рамках изучения обществознания выделялась экономика и финансовая грамотность. Кто-то проводил внеурочную деятельность, кто-то доп. Образование. Кто куда мог,
а в итоговой аттестации это вопросы есть, а в международных исследованиях это вопросы нет. Поэтому новые стандарты меняют эту всю постановку. Да? Каждая образовательная организация теперь обязательно должна реализовывать, но зато, слава богу, сократили эту рамку компетенций всего до 4 основных содержательных линий. Во-первых, это деньги и операции с ними, то есть сюда включаются деньги, платежи, покупки, цены, иностранная валюта и наша информатика в вопросе финансовая безопасность. И цифровая среда. Вторая содержательная линия – планирование управления финансами, то есть личные финансы, личный бюджет, займы, кредиты, опять же финансовая безопасность и цифровая среда. Третье – рискодоходность, то есть банковские институты, инвестирование, страхование, предпринимательство и финансовая среда. Вот 4 основные содержательные линии, причем в этой рамке очень четко определены, я уже говорила об этом, что должны быть 3 основных вида образовательных результатов: знания, умения и личные характеристики. И разработана рамка, к этой рамке компетенций разработана вот такая вот помогалка. По каждой из предметных направлений на базовом и на продвинутом уровне по 3 этим образовательным результатам определено, что должен знать ребенок, школьник по окончании обучения на уровне основного общего образования. То есть, что он должен знать, что он должен понимать, что он должен уметь. И дальше у нас перед нами есть 3 варианта. Либо включать в рамки предметного содержания, тех предметов, которые прежде всего определены стандартом, либо продолжать работать во внеурочной деятельности, либо в дополнительном образовании. И мы догадываемся, что формирование финансовой грамотности – это не только то, что прописано в стандарте, а в стандарте у нас удивительно определены 3 предмета – математика, география и обществознание. Ну, с обществознанием-то я, предположим, полностью согласна. И с математикой, география каким образом там волшебным оказалась, это достаточно интересный вопрос, который стоило бы задать разработчикам. Но я все-таки считаю, что финансовая грамотность – это вопрос, которым должен заниматься каждый учитель, на каждом предмете. Потому что в содержании любого предмета мы с вами можем найти элементы, которые позволили бы формировать определенные знания, умения и личностные компетенции каждого ребенка. Еще в IV веке до нашей эры древнегреческий философ Аристипп говорил о том, что детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. И это дело каждого учителя. А соответственно, раз стандарты перед нами такую задачу поставили, то просвещение прежде всего начинает подготовку. В течение всего года у нас проведен ряд вебинаров. Финансовая грамотность в определенных предметах, в обществознании, в географии, в математике. Разработаны специальные методические рекомендации и набор заданий для изучения финансовой грамотности на уроках математики. Специальные модули на уроках математики, причем они бесплатные. Пожалуйста, бери, качай и включай на работу в своих уроки. Это специальные модули по общественно-научным дисциплинам. Это у нас здесь обществознание, экономика, право. Это у нас, конечно же, география, которые стандартом предусмотрены. Вот появляется ОБЖ. Потому что финансовая безопасность – это, в принципе, и наша с вами повседневная безопасность, да, нашей жизнедеятельности. Появляются специальные модули по финансовой грамотности для английского языка, для уроков истории. Для меня, как для учителя информатики, ничего нет. И, соответственно, я очень сильно расстроилась, как это так, всех не предмет, да, а ничего для меня не приготовили. А все же, если массово начинают реализовывать новые стандарты, я же не могу оставаться в стороне от этого вопроса. Поэтому я решила, что нужно, раз нет, значит делать самой. И разработала методические материалы по включению элементов финансовой грамотности в содержание примерно рабочей программы по информатике. В соответствии с рамкой этих финансовых компетенций, в соответствии с той примерной программой, которая включена сейчас в ВГОС-реестр, которая выложена там буквально от апреля 2022 года, и отправила этот весь сборник на конкурс, Всероссийский конкурс научно-практических работ.
который проводился журналом «Информатика и образование» именно по методике преподавания в рамках новых стандартов. Ну, призовое место мне, конечно, не дали, потому что как бы там методические разработки, а у меня получается почти что целая программа. Но отмечена эта работа жюри, рекомендована к публикации в журнале. Сегодня с утра заходила, у них еще только опубликован первый номер журнала, поэтому как бы показать не могу, похвастаться журналом не могу. Но вот очень быстро в двух словах сейчас пробегусь, какого рода задания. То есть их ведь мы можем использовать, вот как девочки показывали, да, фактически я вчера показывала почти то же самое. Игра-бродилка, она для любого предмета. Пазлы для любого предмета. Домино для любого предмета. Меняй только содержательную начинку, а дальше как бы технология-то ведь она одна и та же. Вот что я набрала вот в эту вот методические рекомендации. Во-первых, выполнение практических заданий в графическом, текстовом редакторах презентаций и так далее. Знакомство с прикладными программами для ведения финансов. Задания на составление алгоритмов, там, снятие средств, приобретение валюты и так далее. Задачи при программировании написать программу для, и дальше там, расчета времени, которое понадобится для накопления нужной суммы. Например, дети были в восторге от такой задачи, что вот вы заканчиваете 11 класс, вот вам скоро нужно поступать учиться, вы будете где-то жить в другом городе, они же все планируют уехать, да, и вам нужны будут деньги на то, чтобы жить. И вот, ну, грубо говоря, нужно вам там 50 тысяч в месяц для того, чтобы вы могли там жить, снимать квартиру, посещать там культурные какие-то мероприятия и так далее. Сколько денег должно лежать на банковском счету для того, чтобы каждый месяц вы могли снимать эти 50 тысяч для безбедного существования? Ой, с нескрываемым восторгом решали они эту задачу. Оказалось, что ни у кого из родителей такой суммы близко нет, поэтому дети задумались, где же эти деньги взять. Но это уже как бы продолжение, да, вот этой вот финансовой грамотности. Конечно же, это составление ребусов, кроссвордов, викторин, игр и так далее. И вот тогда сейчас один слайд только покажу, потом быстренько перелистаю, какого рода эти как бы сами задания я подготовила. Ну, во-первых, вот само задание. Вы наблюдаете, как родители покупают что-то в интернете. Повседневно, да, мы с вами все обращаемся с этим. Они собираются оплатить покупку картой, которая выглядит вот так. Родители наполнили корзину, приступили к оформлению заказа, ввели свои данные, адрес доставки, выбрали способ оплаты картой, и на сайте появилась форма для оплаты, в которую нужно ввести данные банковской карты. Все очень жизненно. И дальше задание. Откройте 2 файла. 5 класс. Рисунок с изображением формы для оплаты и рисунок, на котором изображена банковская карта, которой будет оплачиваться покупка. Используя инструменты графического редактора, заполните форму для оплаты покупки теми данными, которые приведены на изображение банковской карты. Все. Задача очень простая, но в то же время ребенок работает у нас с вами и с файлами, и с различными редакторами, и знакомится с теми данными, которые есть на банковской карте. И для учителя, сразу же привожу как бы для учителя, в ходе решения, с чем они знакомятся, на что нужно обратить внимание, что нужно детям рассказать, ну и что формируется. Вот сейчас остальное я быстренько перелистываю, ну как бы на слайде видно, да, картиночки, то есть это работа с наличными и безналичными деньгами, это работа с различными видами валюты, это вот как у девочек был пазл, у них было соотнесение этого нашего календаря промыслового, да, у меня в графическом редакторе этно-задание, у меня этот промысловый календарь разрезан на части, перевернутый, его нужно собрать. А если говорить о финансовой грамотности, у меня 2000-я купюра разрезана, перевернута, ее нужно как бы совместить, переместить для того, чтобы получилась целая купюра и сохранить с нужным названием. Значит, опять же, возвращаясь к банковской карте с вопросом о цифровой безопасности, что такое CVV-код, где он находится, что это такое, постройте поисковый запрос, найдите эту информацию, составьте текстовый документ, то есть работа наша повседневная, да, мы это ищем в интернете, и в то же время это работа наша предметная на уроках информатики. Так, остальное быстро пролистываю, то есть принцип сам понятен. Внеурочная деятельность, на этом даже останавливаться сейчас не буду, где может взять учитель.
куда обратиться, если вдруг вы решите, что вы хотите в рамках своего урока, в рамках своего предмета тоже формировать финансовую грамотность. Ну, во-первых, вчера уже об этом говорили, да, это МЭШ. Замечательно, 250 сценариев уроков с элементами финансовой грамотности практически по всем предметам. Это РЭШ, в котором отдельно прямо выделена функциональная грамотность. Это у нас Я-класс, в котором выделена финансовая грамотность с 7 по 11 класс. Это наш замечательный портал финансовой грамотности в Республике Коми, на котором публикуются все основные материалы, конкурсные материалы, библиотека основных ресурсов, электронные ресурсы, которыми мы можем воспользоваться, начиная от игр, тестов, интерактивных викторин и так далее, и целый спектр цифровых образовательных ресурсов по финансовой грамотности, которые были подготовлены в рамках проекта Минфина. Все ссылки рабочие, поскольку эта презентация, она останется у нас, да, если кому-то будет интересно, здесь есть замечательные мультики. Я прямо вот подбиваю учителей начальных классов. Есть у нас учителя начальных классов? Нету. Вот, девочки, да, я прям подбиваю учителей начальных классов составить программу внеурочной деятельности по формированию финансовой грамотности на мультфильмах «Смешарики». Там есть весь набор прямо серий, а тем более всего 4 основные содержательные линии, чтобы составить вот такой вот курс внеурочной деятельности по мультфильмам. И замечательный такой вот вариант. Ну и конференц-портал Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения, где есть и регулярно проводятся вебинары, и есть материалы предыдущих вебинаров, которые можно посмотреть в записи, где есть и фильмы, и как разработать мини-игру, то есть то, о чем я говорила, да, на прошлом уроке. Поэтому я всем желаю удачи в формировании глобальных, креативных, финансовых и всех остальных компетенций. Желаю вам талантливых учеников и нескучных уроков. Нет вопросов, да? Ну, мы немножко программу опережаем, из-за того, что у нас не было одного доклада, но тем не менее, наверное, нужно сделать перерыв. Устали, походить, подвигаться. Ну, 15 минут. 15 минут перерыв. Так, на моих часах без 15 как раз 15:00 нужно. Хорошо, сейчас я только быстренько гляну, этот самый у меня там все нормально. А в интернет здесь это тоже можно выйти, да? Да, работает. Так, сейчас. А теперь я хотела еще сейчас. Что теперь это не убирается? Вот коллеги выступающие, пожалуйста, презентацию сбросьте в перерыв. А вот по этой ссылке вот так можно сразу, да? Ну-ка, попробую. Я ссылку прикрепила. Ага. Так, тут оно почему-то вот эти вот они не открываются. Непонятно почему. Ну ладно. И сейчас еще вот здесь быстренько. У вас здесь презентация после рабочей сессии? Да. А что там он написал сейчас? Вот это. Продолжить просмотр? Да. Все. Ладно, все хорошо. Тогда я это выключаю. Так, включаю. Ой, что это я сделала? Так, и это.
сделать? Сохранить нерабочий стол? Персонально. Только персонально. Попросим. Я публиковать их не хочу, а персонально. Я с периметром возмущена, почему у меня периметр не принял правильно. Пушкина с Беловым возмущена. Играю вашу выступление, потом сделаю вам скидку. Мне скажут, красиво, хорошо, если да, у меня там либо я переписала так, что это? Напишите. Выступление отличное. Но вы чувствуете, что напряжение, особенно ты напряжена. Нет, и немножко более спокойно говорил, вот восприятие. Это был первый вопрос, который я смелее, и вот этот напряг, он не может. Заметила, когда я интуитивно понимала, о ком идет речь, да? И так всегда в будущем своей профессии, я же тут же ответила. вы будущие вы специалисты. Если вы готовились, то просто надо быть спокойным в своем действии, в своем деянии. 10 минут было уже на это окончание. Не говорить, а говорить, отдавать. На сайте у вас чрезмерное напряжение, но в то же время, в отличие от тех, которые старше нас, получается, что вы более немножко ракурс поменять сказывались правильно. А что правильно, если вас кто-то зовут, вам приемлемо нет, что либо вас либо ребята из чата. Как вам обращаться? А тут мне повезло, потому что я его тоже видела. Я его решала, поэтому я вы вас обучали и воспитывали. Воспитание, это получается питание души у бойцов. Вот в этом. А ваше понимание, первое криминальное история. То, что это души, ума и тела. Но как мы представим душу, и ум, то, что многие имеют неправильное телосложение. Но вы же потом да, результат чего? Неправильное питание. Прежде всего, чего? Нарушение своего баланса. Так, кстати, я вас встречал еще. Вы вместе с ним еще раз. Сейчас ты выступаешь? Да, я сказал, вы одного ракурса. Так. Еще раз. Все, значит, больше я вас не буду загружать. Нет, ну, разумеете, вы слышали меня? Я тоже более раньше, что не слышу. Но в то же время система образования сейчас такая, это дорога никуда, в моем понимании.
Вот этот компьютер, с компьютером японцы учили. У них воспитательный процесс, учебно-воспитательный процесс, 15 минут, все, мы потом глаза, здоровье. Согласны? Мы как бы, получается, как обезьяны. Лучше идти на природу и на природе. Проводить обучение, вы с методикой Щекинина, его еще сейчас не знакомы, нет? Но Михаил Щекинин, вот он уже вот нет, она дома осень, это возрастные отчаянные, которые хотели случать, что-то для вы представляете, есть школу учителей. И как вы считаете, ваши дедушки, бабушки правильно обучают? Так, теперь нет, плюс-минус заседание. Теперь следующее, что по поводу естества. Да, что кто знаете, что это равно, когда мы одевали кольцо, либо любой металл, мы нарушаем свой естественный поток. Смысл понятен? Это серьезно. Так, я не успеваю, я просто так, комментарий. Я ушел домой. Преподаватель катечности, потому что сейчас работает преподавателем, всегда не надо возвращать то, что было специально. Мы поставили закон. Вот так вас. Вы Октябрьскую революцию не совсем не изучали, да? А красное знамя, почему? Красное знамя – это символ поддержки всех наших предков. И отцов, и дедов, и прадедов, потому что это красная кровь. Нас образовывают без забора, без оплаты. А вас получается как образование? Учебная финансовая грамотность, либо... Вам было здесь сказано, нет, но в итоге, так, ладно, будет желание, не в рамках. Значит, я за копеечку давай. Сейчас я вам на WhatsApp как будто скинул вашу ролицу, но в то же время мне поможет его правильные теги написать и название вашего выступления, хорошо? Спасибо за общение.
перерыв закончен. Перейдем. Вячеслав Алексеевич, у вас отключена система, да? Так, продолжаем нашу работу. Следующее выступление Мария Русанова. Формирование функциональной грамотности на уроках и на уроках. Название сама. Вот это вот что, закрывать, да? Да, это закрывается. Просто сижу и говорю, да? Да? Вячеслав Алексеевич, все хорошо видно? Добрый день, дорогие друзья. Тема моего выступления была заявлена как функциональная грамотность на уроках и вне урока, но я назвала свою презентацию так немножко с корректировочкой ИКТ как средство формирования функциональной грамотности учащихся. Ну и как бы я постараюсь не повторяться то, что говорил предыдущий выступающий. Вообще, конечно, в последнее время довольно часто и много стали говорить о формировании функциональной грамотности учащихся. Ну и это не случайно, так как это просто веяние времени. Сегодня обществу необходим человек функционально грамотный, который умеет работать на результат, который способен к определенным социально значимым достижениям. Ну, каждый уже, наверное, наизусть знает, что такое функциональная грамотность. Скажу, что лишь только что это такой уровень образованности, который может быть достигнут учащимися за время обучения в школе и предполагает способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни. Ну, об этом уже тоже упоминалось. Но суть, наверное, функциональной грамотности вообще я бы хотела бы для вас, то есть суть как нельзя лучше отражает одна легенда. И я предлагаю ее вот вашему вниманию. Она называется «Чайная церемония». «Сегодня изучите обряд чайной церемонии», сказал учитель и дал своим ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии. Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день, молясь и размышляя. Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на свитке. Наконец учитель вернулся и спросил учеников о том, что же они узнали. «Вот что мы узнали о чае, напитке богов. Белый журавль моет голову. Это значит, прополощи чайник кипятком», — с гордостью сказал первый ученик. «А Бодхисаттва входит во дворец. Это значит, положи чай в чайник», — добавил второй. «Струя греет чайник. Это значит, кипящей водой залей чайник», — подхватил третий. Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем. «Твой рассказ был лучшим», — похвалил учитель последнего ученика. «Ты порадовал меня вкусным чаем и тем, что постиг важное правило. Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». «Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил», — заметил кто-то. «Дела всегда говорят громче, чем слова», — ответил учитель. Ну вот мне кажется, что здесь суть функциональной грамотности, да, то есть мало что-то зазубрить, получить какую-то информацию, важно уметь еще то, что, чему научился, научиться применять это на практике, применять это в жизни. Я не буду снова говорить об основных структурных компонентах функциональной грамотности и хочу сразу перейти к тому, что сегодня важно нам учебные процессы не только разнообразить, но и сделать его более эффективным. То есть включить учащихся в осмысленную, продуктивную, мотивированную деятельность. И для активизации урочной и внеурочной деятельности учащихся очень успешно используются квест-технологии. Но с понятием квеста, наверное, тоже уже сейчас кто только не знаком, да, и существуют и квест-комнаты, то есть понятие такое распространенное. И квест педагогики – это выполнение проблемного задания с элементами игры, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету.
И я хотела бы несколько так вот быстренько пробежаться по одной разработанной мною квест-игре, которая называется «Дорогу осилит идущий». Эта квест-игра была разработана для конкурса, была представлена на конкурсе методических разработок по функциональной грамотности. И с тех пор она уже прошла неоднократно апробацию, и она опубликована на моем персональном сайте, который называется «Математикум». Эта игра была посвящена столетию Республики Коми, которое она отметила в августе 2021 года, и разработана с целью создания квеста как обучающей модели, способствующей использованию знаний, умений и навыков, полученных на уроках в школе в ситуациях, которые могут нам встретиться в жизни. И вторая цель – это формирование целостных знаний о родном крае, развитие творческих и исследовательских умений, воспитание любви и уважения к историческому и литературному наследию малой Родины, приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, духовным и нравственно-этическим ценностям своего народа. Данный квест имеет свою уникальную структуру и способствует достижению определенных целей, решению различных дидактических задач и обладает методическим потенциалом. Это развитие читательских компетенций, глобальных, математической и естественно-научной грамотности, это развитие творческого потенциала и креативного мышления, и развитие коммуникативных умений, развитие навыков информационной деятельности. Квест-игра была создана в бесплатном приложении cities.google.com, которое взаимодействует с любыми браузерами и не вызовет проблем у обучающихся. Я вообще в своей практике пользуюсь тем, что попроще, и как вчера сказали, что зачем изобретать велосипед, да? То есть я не информатики, не владею какими-то основами программирования, поэтому я беру какие-то шаблоны простые так, чтобы мне было понятно, куда что встраивается, как что конструировать. И также при построении этапов игры и встраивании заданий были использованы следующие сервисы и программы. Значит, это конструктор, образовательный сервис, который называется learnis.ru. Это конструктор для создания квест-комнат. Также можно там разрабатывать викторины, игры. Это хорошо знакомый всем образовательный сайт Learning Apps, который служит для создания интерактивных мультимедийных упражнений. Это онлайн-конструктор тестов, опросов и упражнений, онлайн-тест ПАД, и, конечно же, приложение сервис Google для создания интерактивных презентаций. В квесте были разработаны большей частью, то есть не абсолютно все, конечно, но я постаралась максимально составить свои авторские контекстные задачи, и для составления авторских контекстных задач была использована статистическая информация с официальных сайтов Республики Коми. Это раздел «Общие данные», это культурная карта Республики Коми. Даже мне понадобилась информация с официальных сайтов Коми Автотранс, РЖД, и также использовала информацию с сайтов Национального парка России ЮГ-2 и Печора-Ялычского государственного природно-биосферного заповедника. Так, значит, я сделала, здесь заскринила просто некоторые странички, потому что если выйти, я потом, если время будет позволять, мы потом можем выйти в интернет, и я там покажу, где, что, как это все происходит, но просто я подумала, что когда начинаешь демонстрировать прямо с сайта, то хочется просто проходить этот тест, и времени затрачивается очень много, поэтому здесь, чтобы было побыстрее, немножечко так в сжатые рамки. Вот, и я своим выступлением, я вас мотивирую и рекомендую пройти этот тест. Что значит это за игра? В основе игры лежит легенда, проводником в игре является условный герой, я его назвала «Следопыт». По легенде, главный герой игры любит путешествовать по свету, и вот в один прекрасный день он решил отправиться в путешествие по Республике Коми.
В ходе поездки следопыт сталкивается с проблемами, поиском верного решения, попадает в различные ситуации, где ему приходится не только выполнять задания, связанные с определенными компетенциями, но и порой для их решения приходится невольно читать книги, какие-то статьи, одним словом, искать самому какую-то необходимую информацию, анализировать ее, сравнивать и сопоставлять факты. Вся игра условно поделена на 5 этапов, то есть в самом квесте там нету этого такого, что пройдите первый этап, второй этап, ну вот условно можно разделить. И на каждом этапе представлены от 3 до 5 заданий в разном формате. Это и викторины, и ребусы, и контекстные задачи. Значит, ну вот, например, можно условно так сказать, первый этап, то есть когда наш следопыт хочет отправиться в путешествие, то ему предлагается, прежде чем отправиться, почитай сначала, разузнай об этом крае, что вообще, что это за край, где находится, и чем он богат и так далее. И создана такая книжная полка. Значит, на ней не только идет, то есть как бы описано географическое положение республики и экономическое составляющее положение, но и литературное, то есть есть и стихи, и культура, как бы какие-то культурные традиции о нашей республике. В общем, с этой книжки можно прямо на этой полке открывать книжки и читать, можно их скачивать к себе, то есть сохранять. В общем, вот такая книжная полка. Затем, почитав, он, ну, это все как бы происходит у него дома, он думает, что вот все он уже разузнал достаточно, и теперь нужно бежать на поезд, но он не может выйти из комнаты, и, то есть это получается квест-комната, в которой, значит, где он находит для себя записку, в которой написано, что для того, чтобы дверь открылась, ты должен найти несколько заданий, сколько заданий указывается, выполнить их, и тогда он получит код от двери и выйдет и продолжит дальше, то есть начнет свое путешествие. Вот, но вот я, наверное, перед тем, как составлять вот этот эту квест-игру, я, честно скажу, я не сталкивалась с этими квест-комнатами, поэтому, ну, было дико интересно и сложно. Но когда я детям своим предложила пройти, дети просто вообще очень шустро, они понимают, где что спрятано и где что нужно брать. Вот, ну, с родителями посложнее, с учителями тоже произошло посложнее. То есть как бы дети в этом с интересом и очень живо все это реагируют на это и распознают. Вот. Задачи здесь на первых этапах достаточно простые, то есть они в основном связаны с тем, что там заданы больше вопросы, в которых, ответы на которые можно было бы найти вот на этой книжной полке, то есть прочитав что-то, ну, либо минимально что-то повычислять, там, сравнить, как бы так. Вообще, когда проходишь тест до конца, то понимаешь, насколько вот этот вот герой, следопыт, насколько он ну, как бы поумнел, что ли, да, то есть в конце, то есть все задания составлены в порядке возрастания сложности. И первое достаточно очень сложное, что может сложиться впечатление, что это даже под силу там, ну, любому пятикласснику, то в конце составлены такие задачи, что, конечно, пятиклассник, шестиклассник не может с ними справиться, вот, так как там есть и геометрическая составляющая. Ну вот далее он выходит, то есть это условно я назвала второй этап, он садится на поезд и начинает свое путешествие. Вот. На всем протяжении квеста, значит, идет вот этот связанный рассказ, это легенда, то есть квест составлен не просто по принципу пройди сюда, выполни это задание, реши задачу, реши пример, посчитай или и так далее. То есть все это связано с очень интересным сюжетом. Так, даже такие моменты, как, например, в поезде он едет, он знакомится значит, с людьми, которые, ну, то есть с попутчиками, и с ними входит там в диалог, и тоже решает совместно какие-то задачки и привлекает их к этому. Также можно отметить, что, ну, как бы каждая страничка квеста сопровождается интересными цитатами, цитаты взяты про путешествие, но здесь тоже такой двоякий смысл, то есть как бы ценность не просто путешествий как таковых, а путешествия в мир знаний.
Вот. Ну, и так вот этот вот второй этап, первый день в пути, значит, тоже так, по сюжету рассказ, и ну, он выполняет задания. Вот простая арифметика, значит, здесь связаны задания, связанные с работой с картами, со схемами, с диаграммами, то есть все, что предполагает как раз функциональная грамотность. И вот на первом этапе, когда он начинает как бы работу информационную с книжками и выход из квест-комнаты, на этом этапе мы уже формируем не только математическую, так как ему приходится решать какие-то задачи, но еще и читательскую грамотность. Кроме того, приходится проявить смекалку и находчивость, в какой-то степени и изобретательность. Поэтому можно также указать и на формирование креативного мышления. То есть все составляющие компоненты функциональной грамотности проходят уже, как бы формирование их начинается с первого этапа. Так, значит, на втором этапе участник игры может обогатиться также полезной информацией, то есть там составлены задачки таким образом, что, ну, как бы, возможно, что сложно ответить на этот вопрос, и сразу же идет ссылка на то, что, если что, ты можешь обратиться к файлу, на котором уже конкретно освещены 15 интересных фактов о Республике Коми. Как раз с этими фактами будут связаны задачи. Так, на этом этапе также наряду с читательской грамотностью формируется и математическая, и, естественно, научная грамотность, и, конечно же, навыки ИКТ. Ну, вот здесь вот водные ресурсы Республики Коми. Так. Ну, вот, например, как начинается, да, задача, то есть саму задачу я не могу вам прочитать, потому что сделано все в онлайн-тест-паде, и нужно туда зайти, а если зайдешь, то нужно уже будет ее выполнять. То есть как контекстная задача у нас составляется. В Республике Коми находится большое количество рек. Самые крупные из них – Печора и Вычегда. Все реки Коми можно разделить на такие группы, как равнинные, горные, озерные, карстовые, болотные. По размерам это малые, средние и большие. К горным рекам относятся Илыч, Щугар. Также к этой группе причисляются притоки Печоры, Усе. К самым крупным озерным относится Пижма, а вот карстовых рек еще больше. Вам предстоит узнать некоторые особенности рек, озер и болот Республики Коми путем математических вычислений. Вот. Ну и тогда он заходит в онлайн-тест-пад и уже конкретно решает, вычисляет все, что связано с водными ресурсами Республики Коми. Так. Дальше. Второй день пути. Это условно третий этап. Значит, такая цитата. Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти. То есть, как бы, опять мотивация на то, что, как бы не было бы сложно, не нужно опускать руки, нужно все равно пытаться найти информацию и продолжать дальше путешествие в мире знаний. На этом этапе предлагается разгадка ребуса. Но это не развлечение, вот здесь вот, но это не развлечение, а проверка, насколько внимательно была воспринята информация на предыдущих этапах. И также здесь можно встретить, ну, как бы такую вкладочку, то есть ссылочку на то, что если участник этого квеста не знаком с тем, что такое ребусы и как они отгадываются, потому что, ну, как бы на самом деле иногда кажется, что это так просто, но мы, когда проводим в лицее интеллектуальные марафоны и разные недели науки, то мы очень часто делаем конкурс с ребусами и убеждаемся, что некоторые ученики не понимают, что такое ребус и как он отгадывается. И поэтому здесь представлена информация о том, что такое ребус, как его можно отгадать, а затем вот как раз предлагается зайти и разгадать эти ребусы. Так, значит, здесь формируются умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Так, следующий, четвертый этап – это станция Сыктывкар, то есть он прибывает в Сыктывкар. Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика. Значит, здесь
ну вот опять небольшой рассказ, чуть-чуть прочитаю. Город встретил следопыта теплом. Прежде всего нашего героя поразило то, что железнодорожный вокзал находится в городе. Выйдя с вокзала, он сразу попал на центральную улицу города, Коммунистическую. Раньше она называлась Трехсветительская. Об этом он хорошо знал, так как хорошо подготовился к поездке, прочитал книги, посмотрел сайты, но вопросы по-прежнему мучили его. Спускаясь по улице вниз города, следопыт видел памятники, удивительные арт-объекты, различные здания. Один из прохожих предложил следопыту воспользоваться мобильным приложением Easy Travel. Ну и здесь вот подчеркнуто Easy Travel, то есть можно по ссылке действительно войти в это приложение и поработать с ним, в котором собраны аудиогиды со всего мира, в том числе и о городе Сыктывкаре. Один из таких гидов посвящен арт-объектам города и переведен на коми и английский языки. Эта информация очень заинтересовала следопыта. Загрузил он на свой мобильный телефон аудиогид под странным названием «Сыктывкарские прогульщики». Ну, это действительно такой аудиогид существует, его разрабатывала Центральная библиотека в городе Сыктывкаре, и как бы мне позволили воспользоваться вот этим приложением и сюда вот это встроить. Так, значит, и пошел по городу дальше. Все его восхищало, но больше всего его привлекала архитектура города. Ведь архитектура – это своего рода строительное искусство. Умение проектировать и создавать города, жилые дома, общественные и производственные здания, площади, улицы, парки. Вот. Ну и как бы подводится к тому, что ему предлагается, вот он ходит по городу, любуется этими зданиями, и предлагается выполнить задание геометрического содержания, где ему предлагается сопоставить, то есть это тоже в онлайн-тест-паде сделано, то есть там на сопоставление два столбика, геометрические фигуры объемные и здания города Сыктывкара, которые содержат те или иные фигуры. Ну, как бы вот здесь вот понятно, что можно сказать им, что стереометрия, да, то есть раздел стереометрии, она изучается в 10 классе. Я предлагаю этот квест, начиная с 7, 8, 9 класс, ну, как минимум, как бы, да, 5, 6, конечно, это как бы не очень, но как бы если мы все-таки обратимся к жизни, то мы понимаем с вами, что совершенно не обязательно ждать 10 класса и объяснять ребенку, ученику, там, школьнику, что такое прямоугольный параллелепипед, что такое куб или даже что такое пирамида. Потому как это даже из моего личного опыта, когда у меня дочка ходила в детский сад, а я урок готовила стереометрии, то она подходила к учебнику, тыкала пальцами, говорила, это пирамида, это конус, это цилиндр. То есть она уже владела этими понятиями. Когда я говорила, откуда ты знаешь, она говорила, что тут сложного-то, конус это колпак у клоуна, цилиндр это у там, трубочиста, допустим, шляпа, да, то есть жизненный опыт все равно нам говорит о том, что это задание вполне посильное, вот, ну и тем более там на сопоставление, на сравнение. Так, областью содержания математической грамотности здесь является тема пространства и форма. Этот этап не только способствует расширению представления о геометрических фигурах в окружающем нас мире, учит классифицировать геометрические фигуры, использовать математическую терминологию для описания простейших геометрических объектов. Ну и одно из заданий, вот именно вот это вот является своего рода пропедевтикой курса стереометрии в 10 классе. Ну даже может быть не только это, вот это второе тоже все-таки, да. Хотя понятие вот здесь симметрия им знакомо понятие и с 8 класса, и даже в младших классах они тоже, конечно, они разбирают это понятие виды симметрии. Симметрия не на пространственных фигурах, но здесь еще такой элемент занимательности, как бы и наперед, да, то есть здесь это в Learning Cups сделано, то есть здесь путем сопоставления, соединения карточек очень легко сразу понять, верно или неверно. Так, и, конечно, все это реализуется через национально-региональный компонент, то есть ценность этих заданий в том, что все это связано с нашим родным краем непосредственно. Так. Вот, погуляв немного по городу, посетив почти все музеи города,
Больше всего следопыту понравился Национальный музей, отдел природы. Заинтересовал его рассказ экскурсовода про природу края, его заповедники и памятники природы. Недолго думая, решил следопыт отправиться в путь в поисках новых приключений. Только теперь уже в заповедные места Республики Коми. А прежде ему очень захотелось поделиться своими впечатлениями с друзьями, которые проживают в Владивостоке. Он решил немедленно позвонить им по телефону, но вдруг призадумался, а удобно ли это сделать сейчас? Ведь сейчас в Сыктывкаре уже 19:00, а Владивосток-то находится так далеко, и вряд ли сейчас там такой же час. Ну и составляется задача часовые пояса. То есть и тоже как бы задания, как, ну, все задания здесь сформулированы как метапредметные, как, ну, как бы в стиле функциональной грамотности, да, не просто посчитай, а как бы и ответь на вопросы. Как ты думаешь, удобно ли ему будет звонить друзьям в это время? То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, он должен как раз выстроить для себя план решения задачи, посчитать, сравнить, сопоставить и сделать вывод. Вот предлагаются карты, разъясняются, там все идет объяснение, что такое, где, как, поясняется. Вот для того, чтобы было посильное, опять-таки, решение задачи. Так, вот, ну и 5-й этап называется уже «Возвращение в гостиницу». Мир – это книга, и кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу. Путешествие подходит к концу, но тут наш следопыт опять попадает в загадочную странную комнату, которая прячет от нашего взгляда задачи, без решения которых нам никак не выйти из комнаты. То есть он уже должен был бы вернуться опять, то есть он уже воодушевленный тем, что он теперь будет и по заповедникам путешествовать и дальше. Вот. Ну и он опять попадает в подобная же комната, но не та же самая, где он опять решает задачи, но задачи уже здесь помещены как раз с учетом, которые мотивируют на дальнейшее изучение, как раз там связанные с природой вот этих заповедников, вот, и так далее. Так, значит, далее 6-й этап и снова в путь к новым открытиям. На последних 2 этапах участники сталкиваются с наиболее сложными заданиями, которые требуют анализа данной ситуаций, с которыми мы можем столкнуться в жизни, выбора правильного решения и конечного произведения расчетов. То есть здесь вот уже видно графики, то есть там тарифы, то есть он в поезде, когда едет, он думает, что вот еще бы чего-нибудь бы поузнавать, вот, и неплохо было бы там загуглить что-то, в интернет войди, вот, ну и ему приходится рассчитывать, хватит ли у него денег и прочее. То есть и задание такое, это уже, конечно, не мое авторское, это я взяла из сборника по функциональной грамотности. Такая более масштабная задача. Так. Значит, путешествуя и выполняя задания вместе со следопытом, учащиеся получают также дополнительную информацию о Республике Коми, городе Сыктывкаре, заповедниках республики. Все задания несут в себе краеведческую составляющую и являются почти все авторскими. Для составления таких задач была использована статистика и информация с официальных сайтов, как уже было сказано. В конце игры создан раздел «Проверь себя», то есть, так, это еще задачки. Так, вот здесь вот он тоже как бы выполняет еще викторину, когда едет в поезде, и просматривает видеоролик. Видеоролик тоже мне подарили в библиотеке, как бы, то есть не мой авторский был вот этот видеоролик. Вот. И с помощью вот этого видеоролика, то есть по просмотру видеоролика, он решает вот эту вот викторину, сидя в поезде. Вот. Обязательный раздел «Проверь себя», в котором размещены не только ответы, но и даже способы решения некоторых задач. И это очень важно, мне показалось, потому что основная функция моего квеста – это не контроль знаний, а его мотивационная составляющая, то есть формирование основ саморазвития, самовоспитания, формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей. Что касается критериев оценивания, они, конечно же, есть, и они индивидуальны и расписаны для каждого задания на каждом этапе. Ну, то есть каждый ученик, который выполняет задание в том или ином формате, он понимает, что от него требуется и как это оценивается. Путешествие следопыта в квесте заканчивается так, что хочется ожидать его продолжения. Вот, ну и оно действительно состоится, потому как мне самой было интересно. Работая над этим квестом, я честно тоже скажу, что я сама не знала столько много интересного про свою
республику, про свою родину, в которой я живу, и поэтому это еще и меня смотивировало на дальнейшее. Вот. И следующий, то есть, я как бы планировала циклы, это я уже потом спланировала, циклы вот этих квестов, но возможно, что теперь я уже хочу после вчерашнего дня научиться делать вот эту вот замечательную презентацию, которую вчера показали, и, возможно, путешествие будет как бы оформлено вот в виде той презентации. Вот мне очень хочется так сделать. Вот, то есть дальнейшее будет путешествие именно по заповедникам. Даже думаю, может быть, самой съездить по заповедникам. Ну вот, как бы и написано, до новых встреч в заповедных местах Республики Коми. Продолжение следует. Вот, значит, там у меня на этой презентации есть ссылка сразу на первом же слайде, и можно зайти потом и посмотреть, а лучше все-таки пройти. Но и в заключении, как бы в поддержку и значимости функциональной грамотности, я хотела бы привести вот такое сравнение. Модель формирования и развития функциональной грамотности можно представить в виде плодового дерева. Дерево – это функционально грамотная личность. Вода – это педагогические технологии. Яблоки – это ключевые компетенции. Аллейка – это учитель. И для того, чтобы поливать, должен постоянно пополняться, то есть заниматься самообразованием. Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной, компетентной работы педагога нельзя сформировать, добиться развития функциональной грамотности школьников. И поэтому я хочу сказать, что все в наших руках. У меня все. Вот на первом слайде есть как бы ссылочка сразу же на сайт. На сайте. Презентацию вы оставили на рабочем? Да, я оставила. Ну, презентация будет, так что ссылка. Да, тут надо пройти вот этот вот квест. Так, если нет вопросов, давайте поблагодарим Марию. Большая работа выполнена. Следующее выступление Елена Бакуменко. Тоже личный опыт. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу вам поделиться с вами сегодня моими находками и тем, что я использовала во время дистанта, использую до настоящего времени. Организация контроля занятий по биологии и географии в онлайн-формате. Ну что такое ЦОР? Да, все мы с вами знаем, ежедневно используем на уроках, особенно у нас в предметах естественной научной направленности. Зачастую в школах не хватает материально-технического оснащения, чтобы все показать. Поэтому на уроках ЦОРы мы используем очень активно. Также очень удобно ЦОРы использовать при проверке и организации знаний. В курсе изучения географии у нас есть такая тема, как изучение номенклатуры. Номенклатуру мы начинаем учить уже с 5 класса. Дети учить номенклатуру не любят, им это скучно, неинтересно, они не понимают, для чего это все необходимо. Но на самом деле знания номенклатуры они проверяются и при написании в ВПР, и в ОГЭ, и в ЕГЭ, когда детям необходимо сдавать экзамены. Пробовала разные варианты заставить, попросить, как-то смотивировать детей учить номенклатуру. Да? Это был просто обычный выход к доске, где ребятам необходимо было на карте показывать там страны, столицы, либо какие-то географические объекты, либо же выдавала там ребятам немую карту, где они обозначали географические объекты. Но это все им как бы было не особо интересно и скучно. И несколько лет назад я для себя нашла сайт, который называется matovskih.ru. Сразу говорю, я не пропагандирую, мне ничего за эту пропаганду не платят. Он на самом деле мне очень нравится, потому что он простой, у него довольно интересный функционал, и тесты постоянно обновляются. Попробуем перейти с вами. Соответственно, он такой довольно очень просто устроенный, да, если вы здесь посмотрите, здесь есть такие вот вкладочки, да, где показаны разные ссылки на разные тесты, либо же, вот мы можем сюда перейти, и, соответственно, выходит карта, сначала карта немая, и здесь будут идти задания. Так, ждать не будем, пока загрузится, давайте здесь покажу. Соответственно, допустим, в изучении географии в 8-9 классе у нас необходимо, чтобы проверить у ребят знания по субъектам Российской Федерации и на знания городов Российской Федерации. Соответственно, пользуясь этими картами, да, у ребят выходит
табличка с заданиями, им необходимо там, да, выплывать какой-то субъект, например, покажите Калининградскую область. Да, соответственно, насколько хорошо вы знаете Россию, допустим, покажите Калининградскую область. Да, ребенок на немой карте ищет Калининградскую область, если он показывает правильно, верно, то она подсвечивается зеленым цветом. Допустим, ребенку нужно было показать Тамбовскую область, он ее определил неправильно, на карте она будет подсвечена красным цветом. Также, если вы посмотрите в левом нижнем углу, здесь идет хронометраж, отсчитывается время, за которое ребенок выполняет тот или иной тест. Ну и, соответственно, в конце прохождения теста у него выводится процент выполнения задания и за какое время ребенок прошел тест, либо он его не прошел. Если он справляется правильно, да, с заданиями, то мы, соответственно, видим карту зеленую, процент выполнения, опять-таки, да, мы видим, что ребенок здесь прошел с небольшими помарками, есть там какие-то желтенькие, да, обозначения, то есть он показал не с первого раза, там, да, и не со второго раза данный субъект Российской Федерации. Соответственно, сначала мы просто выкладывали задания, да, ребята дома готовились по этим заданиям, и приходя на урок, также был включен проектор, дети садились за компьютер, ну и на скорость показывали тот или иной субъект. И таким образом происходила сдача зачета на здание номенклатуры. Это было и по России, это были и по регионам мира. Также в этих тестах можно устраивать соревнования, то есть там можно усложнять уровень, можно, допустим, по Европе выбрать, да, карта Европы будет, у вас там будет сначала по столицам, по странам, либо же можно выбрать задание по флагам. Ребенок учит и флаги, и столицы, и, соответственно, допустим, я, да, провожу так, те, кто по флагам сдает зачет, да, они получают 2 пятерки, либо там те, кто в классе справился быстрее всего, он тоже получает дополнительную оценку. Ну вот здесь вот сделаны у меня скриншоты с электронного журнала, да, класс был на карантине, находился, ну вот им в карантин было выдано задание, что вот необходимо готовиться к сдаче зачета с использованием данного сайта, да, вот в 7 классе тоже там прошли какую-то тему, да, там прошли тему Африка, готовится к сдаче номенклатуры там с использованием такого-то сайта. Но если посмотрите, да, в 2019 году мы уже начали этот сайт использовать еще в докарантинное время. Также на этом сайте появляется раздел, который можно использовать на уроках по биологии. Сейчас у них появились тесты на знание скелетом, там строение кисти и строение черепа. Тоже очень ребятам нравится кости кисти изучать, тоже они сдают зачет, но точно такому же принципу. Если они показывают кости неверно, они будут подсвечены красным цветом. И если они все показывают верно, они будут подсвечены зеленым либо желтым цветом. Тоже прошу ребят, если они сдают зачет дома, то есть если эта тема выпадает на карантин, то они скидывают скрин прохождения. Если мы проходим в классе, да, то это можно делать, выполнять в классе на время. Тоже вот у них сейчас на этом сайте появились очень интересные тесты на строение черепа, зуба, по строению нейрона и нефрона. Эти темы довольно сложные для ребят на самом деле, да, особенно строение нефрона. У нас эти темы встречаются и в ОГЭ, и в ЕГЭ, и дети не понимают, как это все функционально устроено, где там происходит фильтрация, в какой части нефрона. Тренируясь, отрабатывая на этом сайте, да, то есть, допустим, покажите проксимальную часть канальца, где она находится, где она расположена, дистальная часть, там, да, и так далее. Ребятам просто и интересно. Плюс, когда мы сдаем это на уроке, у них появляется соревновательные чувства, им, ну, всегда друг с другом посоревноваться очень бывает интересно. Дальше. Следующий сайт, который я довольно часто использую в своей работе, это конструктортестов.ру. В чем преимущество этого сайта? Ну, мы все привыкли работать в Google таблицах, Google формах. Я в своей работе тоже очень люблю использовать Google формы. Также при организации работы городского метода объединения учителей биологии мы тоже очень часто использовали Google формы для организации викторин и конкурсов. Но сейчас, к сожалению, Google у нас находится под запретом, да, возможно, его совсем у нас запретят использовать в образовании. Конструктортестов.ру, соответственно, это тоже довольно простой сайт. Здесь один минус, если, не знаю, получится перейти, не получится, здесь очень много рекламы. Но, видите, да, реклама здесь есть, но, соответственно, использовать его довольно просто, и здесь очень легко делать тесты.
Также прописывайте название текста, краткое описание, какие-то рекомендации для детей. Ну и затем уже идет составление самого теста. Вопрос сюда так же, как и в Google, можно вставлять картинки, варианты ответов. Это может быть множественный выбор, может быть выбор одного ответа из предложенных. То есть по своему функционалу он очень похож. Ну и, допустим, точно так же, да, давала детям домашние задания на отработку. Мы с ними изучили какую-то тему. Тема, допустим, была биосинтез белка. И на отработку первичных знаний дома закрепить они переходят в тест, да, и там отвечают на тест. Ну, сейчас условно, да, мы отвечаем там. Десять вопросов. Ну, у ребенка сразу же тоже выходит подсчет баллов, выходит, с какими заданиями он справился и нет. И мне как организатору, так же как и в Google, приходит пофамильно, какой ребенок, да, кто с каким вопросом справился, кто не справился. Ну, вот здесь вот, да, мы видим, что у нас какие вопросы отвечены неверно. Тем самым ребенок может дома закрепить тему, уже подготовиться к сдаче этой темы на уроке уже так более основательно. Следующий момент, который хотела вам осветить, да, тоже с использованием этого сайта constructortestов.ru. У нас есть дети, которые находятся на индивидуальном обучении. Все наверняка вы с ними работаете. Очень часто бывает, что такие дети уезжают куда-то в санатории, ложатся в больницы. Не всегда педагоги, которые с ними работают, да, либо если просто ребенок очень долго болеет, ребенок к тебе привыкает. Особенно вот дети, которые страдают ОВЗ, они к тебе привыкают, к твоему голосу, к манере разговора, там, да, к тем заданиям, которые вы даешь. Таким детям я стараюсь записывать уроки, видеоуроки. То есть если не всегда получается провести через какую-то платформу видеоурок, я им записываю небольшие видео. Соответственно, ребенок смотрит это видео, как, например, здесь. Ну, подборка видео у меня таких есть, да, то есть там видео записать у вас займет минут 5. Ну, если тема какая-то сложная, там дети постарше, да, ну, минут 10. Ну и, соответственно, также на этом сайте конструктор тестов я составляю им небольшие вопросы. Там, ну, обычно вопросов 5 им хватает для того, чтобы отработать тот материал, который был изложен в видео. Ну, также они отвечают, ну и таким образом мы с ними тему прорабатываем. Ну и последний, да, такой тоже небольшой лайфхак, наверняка вы об этом слышали. Очень часто, да, когда хочешь провести какой-то опрос в конце урока, в начале урока у детей, не знаешь, кого спросить, потому что все сразу голову опустили вниз, да, никто на тебя не смотрит. Очень простой способ: открываем любой рандомайзер, забиваем то количество детей, которые у вас сегодня на уроке присутствуют, да, допустим, на уроке у нас там сегодня находится 20 учеников, в рандомайзер забиваем 20 числа от 1 до 20, ну и у нас выходит номер того ребенка, которого сегодня необходимо спросить. Тоже наверняка вы этим пользовались. Ну, сегодня у нас пойдет к доске ребенок под номером 13, да, Васечка сегодня у нас отвечает, ему не повезло. Это по тем сайтам, которыми я пользуюсь на урок. И если речь идет о проверке знаний в конце урока, да, то я всегда рекомендую. Я очень люблю настольные игры, да, Ольга Юрьевна с нами поделилась вчера рядом настольных игр, которые можно использовать. Вот есть такая игра «Тик-так-бомба». Наверняка вы не слышали, филологам вообще классно очень на уроках ее использовать. В игре «Тик-так-бомба» есть карточки, да, с разными предлогами, частями слова, какими-то, да, сочетаниями букв и так далее. Ну, соответственно, там есть кубик, кидаете кубик и выпадает. Там, допустим, эти буквы, да, ар, не могут встречаться в начале слова, в конце слова, где-то в середине слова обязательно должны быть и так далее. Есть бомба, которая включается, и каждый раз она определенное количество времени тикает. Дети передают бомбу по кругу и выбирают слова, которые там, да, начинаются там, либо заканчиваются на данное слово. Это для филологов. На своих уроках я тоже использую эту бомбу, но уже без карточек. Соответственно, допустим, когда мы изучили какой-то большой раздел, у нас в биологии очень много терминов.
Также мы садимся все в круг, включаем бомбу, и дети по очереди называют термин, определение и так далее. То есть здесь можно разные вариации брать. Если это, допустим, 7 класс, там прошли тему присмыкающиеся, да, тоже садимся по кругу и называем присмыкающихся. На ком бомба взорвалась, тот выбывает. Начинаем следующий круг. Таким образом, можно немножечко разнообразить, да, и детям интересно, проходит обобщение знаний по какой-то определенной теме. Большое спасибо за внимание. Какие есть вопросы? Игра называется «Тик-так-бум». Она вот тут есть такая кнопочка, она тикает, каждый раз определенное количество времени, она может через минуту, да, может через минуту, может через 10 секунд взорваться, может она там 1,5 минуты тикать. И дети, соответственно, ее передают по кругу, на ком-то она взрывается, соответственно, этот ребенок выходит. Это вы можете обыграть, использовать на любом предмете. Вообще, вот я говорю, изначально это такая настольная игра, которую мы дома играем там, да, с семьей. Карточки, задания, допустим, буква «Ар». Вы должны называть все... Вот, она взорвалась. Должны называть все слова, которые на «Ар» начинаются. Или, допустим, заканчиваются на «Ар», там, да, Сыктывкар. И когда мы играем на биологии, на географии, мы без карточек играем, потому что тяжело подобрать все термины, там, да, чтобы эти буквы встречались. А просто изучив какой-то раздел, там, да, изучили там млекопитающих, мы садимся, начинаем там по очереди называть там млекопитающих всех, да, вот, и на победителя, да, победитель получает 5. На географии можем те же самые там страны Европы, да, начали изучать, по очереди называем страна, столица, назвал, передал и так дальше. Они продаются во всех магазинах, где есть настольные игры, в детских магазинах и так далее. В презентации есть у вас название игры? Я включу. Могу я напишу в чате. В Телеграме? Да, в Телеграме напишу. Можно ВКонтакте. Хорошо, напишу ВКонтакте. На самом деле очень интересно и разнообразно. Телеграма. Мне вот Дурягин сейчас пишет, что все будет в Телеграме. Я уже тоже прочитала больше. А еще по округам и так далее есть хорошая настольная игра, Федерация. Да. Прям болеют вот этой игрой. Да, есть. Я вообще просто... как раз и округ, и столица. Если по настольным играм, я поняла, что здесь можно не только ИКТ-технологии использовать. В следующем году выступлю с настольными играми, которые можно на уроках использовать тоже. Вот, да, вот Ольга Юрьевна, она их на информатику переделала. Можно еще просто на любой предмет тоже взять. Огромное количество игр есть. Они на самом деле не такие дорогие. Там есть игры, конечно, которые стоят по 1500-2000. Есть игры, которые стоят гораздо дешевле и тоже очень классные и во внеурочной работе, и на уроках детям очень нравится их использовать, особенно когда минут 5 остается до конца урока, да, там, мы, допустим, на уроках играем в крокодила, да, 5 минут осталось, играем в биологического крокодила. Ну, игру крокодил наверняка знаете, да, все, когда нужно показать жестами, там, да, когда там, ладно, когда у ребенка трава там или кенгуру, он просто это покажет, а когда там у него анабиоз там, да, или какой-нибудь такой более биологический термин бывает, ну, интересно так они очень показывают. Ну, так вот время бывает убить необходимо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, следующее выступление. Сыктывкарский автомеханический техникум представляет виртуальный музей. Богданова Наталья, Ирина Пащук, Маргарита. Здравствуйте, меня зовут Лопащук Маргарита Ивановна. Я работаю в Сыктывкарском автомеханическом техникуме. Совместно с Натальей Витальевной Богдановой подготовили вам такой опыт создания виртуального музея истории ГПУ Сыктывкарский автомеханический техникум. В нашем Сыктывкарском автомеханическом техникуме в 2006 году к 70-летию учебного заведения основан музей истории техникума. И первым руководителем и создателем была Канина Людмила Евгеньевна. В 2020 году во время дистанционного обучения нашим директором была поставлена задача создать виртуальный вариант нашего музея. И с 2020 учебного года у нас действует виртуальный музей истории ГПУ Сыктывкарский автомеханический техникум, расположенный на сайте нашего техникума. Сегодня мы познакомим вас с целью, задачами, структурой, преимуществами виртуального музея, этапами создания виртуальных выставок,
материалами, подготовленными нашим виртуальным музеем, формой подачи материала, степенью заинтересованности в данной работе наших студентов, возможностью распространения нашего опыта, достижениями в работе. Ну и руководителем музея являемся мы с Натальей Витальевной. Виртуальный музей истории техникума является составляющей частью патриотического воспитания в техникуме и неотъемлемой частью нашего музея и его продолжением. В своей работе руководствуется принятым ранее положением о музее от 27 апреля 2016 года и воспитательными целями и задачами техникума. Основная цель и задача виртуального музея остается прежними. Конечно же, это сохранение истории развития ГПУ Сыктывкарский автомеханический техникум. Музей призван способствовать расширению общеобразовательного кругозора, развитию познавательных интересов, способностей гражданско-патриотических качеств студентов. Задачи представлены на слайде. Конечно же, самое основное – это сбор, изучение, осмысление, а затем уже повышение познавательной активности, создание условий, развитие общественно-практической активности, развитие внутренней культуры и участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в техникуме. Вот так вот выглядит структура виртуального музея. Я в конце зайду на сайт и покажу вам. Значит, у нас музей, в разделах музея это расположен рассказ об истории создания, само положение, реорганизация нашего техникума, то есть как назывались, менялись названия техникума, виртуальные наши выставки, это 9 видеофильмов. В истории техникума в подразделы включена историческая справка, видеофильмы, которые раскрывают на основании документов и фотографий определенный отрезок истории учебного заведения. Таких фильмов 8 и 5 текстовых документов у нас имеется. Развитие компьютерных технологий позволяет хранить на электронных носителях чуть-чуть не туда. Наверное, еще здесь. Развитие компьютерных технологий позволяет хранить на электронных носителях огромное количество информации в одном месте. Ее легко копировать, размножать, обеспечивать широкий доступ к ней. История техникума неразрывно связана с историей нашей страны, поэтому во всех работах освещаются и вопросы России, и родного края. Все работы небольшие по времени, от 4 минут до 12, но емкие они по содержанию. Они не просто развлекают, но знакомят ребят с определенными историческими событиями в истории техникума, Республики Коми и нашей страны. С начала работы было подготовлено 17 видеофильмов, которые размещались одновременно у нас и на сайте, и в группе ВКонтакте. Это дало возможность большому количеству студентов самостоятельно ознакомиться с этими работами. От замысла до реализации. Какие основные этапы создания виртуальных выставок? Конечно же, это выбор темы, постановка целей и задач. Огромная работа по поиску и обработке информации занимается у нас Наталья Витальевна. Затем мы со студентами создаем, и с Натальей Витальевной, форматируем презентацию, затем записываем вместе со студентами. То есть у нас работа вся происходит со студентами. Запись звука на диктофон. Затем обрезаются это звуковые части текста для каждого слайда в программе Movavi Video. Затем мы вставляем звук, уже обрезанный в презентацию. Сохраняем данную презентацию в формате видео. Затем вставляем музыку определенную для видео. В программе тоже мы работаем в Movavi Video. И идет сохранение данного видеофильма. Характеристика работ виртуального музея. Наш виртуальный музей отличается от других виртуальных музеев в том, что в нем представлены не экспонаты, а видеоработы, в которых ведется рассказ от имени наших студентов на основании документов и фотографий об определенных отрезках истории техникума. Мы остановились на этом варианте, так как больше всего экспонатов в фондах нашего музея именно в виде фотоальбомов и отдельных фотографий, а также документов. Итак, наши виртуальные выставки. Видеофильм «Коми и СССР в годы войны». В этой работе озвучены и данные об истории нашего техникума в годы Великой Отечественной войны. Затем видеофильм «Наши в Афгане» из истории техникума и книга памяти «Афганистан мы помним», она опубликована у нас уже. Эти две работы были подготовлены к 15 февраля 2021 года и явились обобщением поисковой краеведческой работы по теме «Никто не забыт и ничто не забыто».
заключительным этапом проекта «Афганистан мы помним». Года 2,5, наверное, над данным проектом мы работали. Была найдена 131 фамилия участников боевых действий в Афганистане, то есть наших бывших учащихся и фамилия нашего даже работника. Установлены имена награжденных орденами и медалями военнослужащих. В этом учебном году видеофильм «Наши в Афгане» из истории техникума был использован на классных часах в группах первых курсов ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Вот, ребята участвовали. Затем мы создали видеофильм «Морозов Иван Павлович. Кто он?». Иван Павлович Морозов занимает важное место в истории развития Республики Коми. Наш техникум расположен на улице Морозова. Мы воспользовались таким поводом и рассказали о том, кем был Морозов Иван Павлович. Затем мы создали цикл из 6 видеофильмов «Герои Победы». Очень интересно, можно посмотреть на нашем сайте. Подготовлен к 9 мая 2021 года. Каждый фильм был посвящен героям Советского Союза, отличившимся в боях в определенном роде войск. В создании этих фильмов приняли участие 20 студентов всех групп первого курса. Все награждены благодарностями. И в этом году мы вновь продемонстрировали эти фильмы, дав анонсы в группе ВКонтакте. К юбилею техникума подготовлены цикл видеофильмов «Лента времени». В создании фильмов приняло участие 10 студентов, все награждены благодарностями. То есть от начала создания нашего техникума по сей день. Видеофильм «Портрет к юбилею». Задача, которую ставили перед собой при создании этого фильма, запечатлеть для будущих поколений кусочек истории нашего техникума в юбилейный год. В 2021 году в ноябре исполнилось нам 85 лет. Видеофильмы об истории техникума 1936, начало, 1937, сделаны на основании найденных архивных документов. Видеофильм по профориентации у нас с нами создан. Работы нашего виртуального музея принимают участие в различных республиканских и российских конкурсах, что дает возможность студентам оценить свои силы и желание дальнейшего творческого участия в работе музея и проявления своих способностей. В заочном этапе второго Всероссийского фестиваля молодежных, патриотических и социальных проектов «Живая история» наш проект «Афганистан мы помним» вошел в топ-100 лучших проектов по результатам заочного этапа. Участвовала у нас студентка Акатова Ксения. На Всероссийской конференции «Краеведческие исследования и наука» на Европейском северо-востоке России 2019 представление проекта про Афганистан мы помним получили диплом за лучший доклад на секции. На Всероссийской конференции «Краеведческие исследования и наука» на Европейском северо-востоке России в 2021 году выступление на секции «История малой Родины» с докладом «Итоги проекта Афганистана мы помним как опыт создания виртуального музея истории России». Работа у нас опубликована в сборнике. Во всероссийском конкурсе среди образовательных организаций Российской Федерации «История местного самоуправления моего края» Котов Савелий, сейчас студент уже 4 курса, с видеофильмов «Морозов Иван Павлович. Кто он?» вошел в список победителей заочного этапа. Эта же работа отправлена нами на Республиканский фестиваль информационных технологий, который сейчас прошел в 2022 году. Номинация «Знай наших» мы получили 3 место. Во Всероссийском фестивале музеев образовательных организаций без срока давности диплом победителя в региональном этапе. Работы нашего виртуального музея принимают участие в различных республиканских и российских конкурсах, что дает возможность студентам оценить свои силы и желание дальнейшего творческого участия в работе музея и проявления своих способностей. На слайде можно увидеть мероприятия и итоги. Значит, здесь. В республиканском заочном конкурсе музеев образовательных организаций Республики Коми в номинации «Тематическая выставка», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов, 1 место у нас занял студент Воронюк Владислав. В республиканском конкурсе к 80-летию ПТО презентация «Лента времени», 2 место Наталья Витальевна и я. Значит, в республиканской
Олимпиаде по школьному краеведению 2020 секция «Юные экскурсоводы» и викторина «Студенты». У нас Тимонин Максим, Тонких Карина получили 9, 4 и 5 место, Лосев Сергей 7 и 2. Там был конкурс и викторина. 3 раза принимали участие в республиканской научно-практической конференции «Слагаемые успеха». В гуманитарной секции в 2019 году 1 место заняли и в 2021 году тоже 1 место заняли. Слагаемые успеха это в СТЭКе происходит. СТЭК. Сыктывкарский, да, техникум. Торгово-экономический колледж. Ежегодно, республиканском, мы ежегодно там участвуем. Это техникум. Да. Угу. Техникум. Итак. Участие в создании работ виртуального музея формирует гражданскую позицию, вызывает интерес к описываемым событиям и гордость за наших соотечественников. Дает возможность участникам раскрыть свои творческие способности, дает возможность узнать интересные факты истории своего учебного заведения, своего края, а также их оценку и место в истории страны. Просмотр видеофильмов можно рассматривать как готовые экскурсии по истории техникума, которые доступны в любое время, которые можно смотреть в свободное время или на классном часе, одному или группой к определенной памятной дате. Участие в создании видеофильмов наших студентов вызывает дополнительный интерес и доверие. И какой вывод? Что виртуальный музей – важная составляющая патриотического воспитания в техникуме и интересная форма работы с использованием информационных технологий. Значит, мы после занятий обычно проводим время со студентами и все это делаем вместе с ними. Поиск грандиозный. Всегда там располагался или было где-то там в другом месте? Он располагался в другом месте, Наталья Витальевна. Где у нас по адресу было? Где у нас находился автомеханический техникум в начале? Он находился в 1936 году, вообще не было помещения никакого, а потом было к 1940 году построено помещение по Пушкина 71. И там довольно долгое время находился, и уже в 90-х годах, в 94-м переехали в это здание по Морозово 122. Нет, там корпус не остался. Это корпус оставался по Первомайской 112, бывшая лесотехническая школа, и их к нам присоединили. Этот корпус мы, наверное, видите, виртуально. Пушкина 71 года мы уже снесли, там построены новые здания, ласточки, график, создание построено. А интересные мы документы находили как раз в архиве, и по ним 2 первых фильма сделано там только по архивным документам. Это все фамилии первых участников этой школы, да, как их называли, курсанты, да, и 54 человека было первых преподавателей, какие они предметы проходили. Ну, можно посмотреть тоже, если что, вот один фильм только по архивным документам сделан. А вот все-таки профиль там автомеханический для лесной промышленности, для сельского хозяйства? У нас есть и специальности технологии лесозаготовок. Наталья Витальевна, идите сюда. Выходите. По сельскому хозяйству мы когда-то готовили, потому что сейчас мы не готовим. Сейчас готовим только для лесной промышленности и все, что касается дорожного строительства и техники. Вот это осталось. А сельское хозяйство теперь это как готовит у нас. Появляются новые, да, пропиарить, появляются новые специальности, организация грузоперевозок. У нас появляются специальности, вот все на нашем сайте можно увидеть сейчас чуть-чуть, да, специалисты среднего звена и организация перевозок, техническая эксплуатация, техническое обслуживание, технология лесозаготовок и новая специальность прошлого года эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Вот, кому интересно, на вкладке «Главное», музей, вот наш. И здесь есть виртуальные выставки, очень интересные герои Победы. Посмотрите про Республику Коми и в целом. Вот Морозов Иван Павлович. Видите, мы сейчас вот выиграли 3 место. Очень рада, конечно. Некоторые у нас есть на сайте через YouTube-канал, а некоторые через ВК. То есть этим занимается у нас программист. Без рекламы, наверное, никак, да? То есть можно посмотреть, кому интересно. Не дает, да?
Не Так, будем ну тогда, что, да? поблагодарим наших выступающих. Посмотрите, тогда я закрыла. Маргариту и Наталью. Спасибо большое. Закрою. Так, следующее выступление Юлия Симоновская о своем проекте. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники самосбора. Я хочу поделиться с вами своим таким опытом работы в команде по организации конкурса мультимедийных проектов «Озеро ТУСОК» для студентов Института педагогики и психологии СГУ имени Петерима Сорокина. Конкурс мультимедийных проектов этнокультурной направленности является традиционным в нашем институте, и в 2022 году студенты группы 421 по НДО, это начальное и дополнительное образование, разработали программу конкурса под названием «Озеро ТУСОК», что в переводе с коми-языка означает «богатая корзина». Название выбрано не случайно. Мы хотели собрать в нашу корзину культурные богатства коми-края. Данный конкурс направлен на приобщение студентов Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета к культурным ценностям Республики Коми. Проект позволил обучающимся по-новому взглянуть на культурные ценности наших предков, интерпретировать этнокультурные знания с помощью мультимедийных технологий. Также актуальность проведения мероприятия подкреплена еще и указом номер 745 о том, что 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Целью конкурса стало сохранение интереса к культуре коми-народа и формирование ИКТ-компетенций обучающихся в Институте педагогики и психологии. Задачами конкурса стали: первое – это приобщение молодежи к духовным ценностям народа, второе – это привлечение интереса обучающихся к богатому наследию коми-народа, развитие творческого потенциала обучающихся ИКТ-средствами и средствами культурного наследия коми-народа. На этапе разработки конкурсной программы мы остановились на 6 особо привлекательных для потенциальных участников номинациях. Мы выделили номинации «Коми-праздники», «Коми-кухня», «Коми-мифология», «Коми-одежда», «Коми-ремесло» и еще одна номинация – это приз зрительских симпатий. Для участия в конкурсе привлекались студенты Института педагогики и психологии всех форм обучения. При этом проект мог носить как индивидуальный характер, так и коллективный. Материалы для конкурса участники предоставляли в период с 1 мая по 20 мая 2022 года. Оценивание результатов работ проводилось по перечню критериев. Во-первых, проект должен соответствовать требованиям конкурса. Во-вторых, проект должен комбинировать разнообразные мультимедийные средства. В-третьих, важным фактором является самостоятельность выполнения. При оценивании работ мы обращали особое внимание на корректность использования русского языка и элементов языка коми. Неотъемлемым критерием при оценке проектов являлся также творческий подход конкурсантов. Таким образом, студенты представили жюри 6 конкурсных работ. Сейчас я вам их продемонстрирую. Так, Виктория Канева и Елена Тимушева представили мультимедийную презентацию «Василей». Данный проект посвящен коми-праздникам. Работа имеет красочное оформление, наглядные материалы, звуковое сопровождение. Следующая работа. Мифет Дарья создала информационный проект в виде презентации разнообразия кухни республики, создала целое меню из коми-блюд, представила возможные варианты сервировки традиционных угощений. Михеева Анисия и Бутарина Юлия представили жюри свою игру, посвященную особенностям одежды жителей Коми. Проект представляет собой методическую значимость для будущих учителей. Конкурсанты своей игрой и соревновательными методами хотят поспособствовать формированию знаний о женской и мужской одежде, привлечь внимание к специфике орнаментов и разнообразию нарядов разных регионов Коми-края. Такой самый большой и трудоемкий проект разработали обучающиеся группы 431 НОС, создали образовательный веб-квест. Он называется «18 жемчужин Ерной». Квест разработан по курсу «Этнокультурное образование младших школьников». Данная проектная работа представлена в формате интерактивного сайта, на котором любой желающий может в формате игры ознакомиться с особенностями культуры Республики Коми. Команда проекта разработала интересный сюжет игры. Главными героями стали персонажи коми-эпоса «Сказание о пере».
Богатырь путешествует по районам Республики Коми, выполняет задания, которые представляют героя каждого района. При успешном выполнении задания он получает жемчужину. Пират должен собрать 18 жемчужин, которые украсят Юрной. Это девичий головной убор. А в конце игры богатырь дарит Юрной, украшенный вот этими 18 жемчужинами, зарань. Оформлению сайта стоит уделить особое внимание. Весь квест игрока будет сопровождать символика Республики Коми. Следующий проект представили группа студентов. Это Коми-праздники. Конкурсанты предлагают игрокам не просто отвечать на вопросы, разгадывать ребусы или загадки, а еще и после ответа ознакомиться с краткой историей праздника. Далее следующий проект, он называется «Рачи». Он посвящен национальной выпечке. Сценарий видео основан на истории друзей студентов, которые не прочь полакомиться чем-то вкусным и сытным. Так Ульяна собирает все необходимые ингредиенты, а Юлия и Лена готовят коми-выпечку рачи. В этом проекте участвовала как раз и я. Таким образом, Озер Туесок эффективно выявил и развил коммуникативные компетенции и способствовал приобщению студентов Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета к этнокультурным ценностям Республики Коми, что является формирующим фактором профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. Спасибо. Вопросы? Юлия, есть вопросы? А сама ты пойдешь учиться надо? У нас там уже 6 классов, кто-то давал учителя. А какая это школа? 30-е. Ну, на самом деле сложный вопрос, потому что я хочу стать педагогом, но какого именно направления я еще не знаю. Вот. Возможно, это будет мое первое высшее образование, а дальше там уже... А Юля, вы коми-языком владеете? Нет, я сама родом из Архангельской области, понятно. поэтому... Потому что вы первым назвали пера. Да, о, извините. Резанула слух. Да. Так, хорошо. Следующее выступление. Канева Ольга. Организация обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. Сразу на рабочий стол сбросьте презентацию. Сохраняю. Да, я засунула теперь. Главное отнимать. Вот она. Так, здравствуйте, меня зовут Канева Ольга Васильевна, я учитель информатики и физики со школы номер 10 города Ухта, и хочу немножко рассказать вам о цифровых образовательных ресурсах, которые нам стали доступны буквально вот совсем недавно. Видно все? Да. Современные... Чего? Чтобы кто-то приезжал? Я уникальная, да. Современные уже требования к учителю как к педагогу и к выпускнику – это знание обязательное ИКТ-компетенции, да, это умение работать, это умение создавать самим уже какие-то технологии. И вот нам представляют цифровые образовательные ресурсы, на которые на сегодняшний день подключило нам Министерство просвещения. Это онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент». Скажите, кто-то уже начал ей пользоваться? Не пользуетесь, да? Это совершенно бесплатно. Единственная сложность – это зарегистрироваться на данном сайте, а потом уже подключить бесплатно использование этих цифровых образовательных ресурсов. Возможности здесь у нас и помощь с выполнением домашнего задания, и отслеживать успеваемость, если это особенно дистанционное обучение. Сами понимаете, что очень сложно понимать, ребенок делает сам, ребенок списывает и как он это делает.
Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к олимпиадам и проектным конкурсам, сбор портфолио и единый вход во все образовательные платформы. То есть вы подключаете цифровой образовательный контент и уже от него, отталкиваясь, подключаете ресурсы, которые вам потребуются. Те ресурсы, которые нам предлагают, это 1С урок, это бесплатное методическое сопровождение просвещения, то есть все учебники просвещения можно пользоваться бесплатно, там есть даже учебники, которые идут непосредственно с онлайн-заданиями, уже тренажерами какими-то. Это мобильное электронное образование, новая школа, новый диск, облако знаний, Фоксфорд, Я-класс, Global Lab и еще много и много будут подключаться чуть позже. Учиру, я думаю, уже многим знакомо. В первую очередь вы должны зарегистрироваться на данном сайте, и уже администрация школы должна подтвердить вас как педагога. Ну, это опять же заявку должна подавать школа на подключение данного ресурса. Здесь у нас есть витрина курсов, через которые мы можем задать, например, какой-то конкретный предмет или тему и найти тот курс, который нам требуется. Либо мы можем выбрать класс и найти, опять же, для данного класса какие-то тематические задания. Вот образовательные платформы. Я подключила все возможные, которые там были. Потом уже, когда я подключила, узнала, что Not Class это мне не нужно. Я английский не изучаю как бы и не владею. Также Учиру, он для меня только если программирование использовать. Там моих предметов практически нету. Но я очень люблю Я-класс, я его уже не первый год сама использую. Мне очень понравилось МЭО и 1С урок. О них я и хочу сегодня рассказать, о их возможностях. Например, Я-класс. Здесь вы создаете свою страницу, через цифровой образовательный контент подключаете использование, и у вас бесплатно на сегодняшний день до 31 августа 2022. У меня было уже проплачено, поэтому у меня подписка продлилась на тот срок, на который бесплатно я подключила. Но я разговаривала с представителями Я-класса, вроде бы как на будущий год уже будут продлевать. В чем же здесь преимущество? Здесь очень много предметов, которые дети могут изучать. Здесь подготовка к ОГЭ, ВПР, ЕГЭ. Здесь какие-то тетради на отработку знаний. Итоговый контроль, финансовая грамотность, которая нам сегодняшний день везде ее впихивают, чтобы мы изучали, что-то знали. Даже правила дорожного движения на отработку, то есть те же самые юниты, да, юиды могут это использовать. Когда я начинала, моих предметов еще не было, поэтому я вот создавала свои предметы собственные. Вот, например, физика. Я преподаю физику и информатику, еще раз повторюсь, что я здесь вижу. На сегодняшний день, обратите внимание, 11 класса здесь еще нету, то есть если для 11 класса нужно опять же самим разрабатывать. Но 7, 8, 9 и 10 класс очень хорошие здесь наработки. Когда вы заходите непосредственно в тематику, сначала идет теоретический материал, а потом идут тестовые задания для ребенка. Там потом в конце появляется задание тренажер, который он может отработать уже комплексно. И есть работа, которую он не видит. Это проверочная работа, которую вы можете потом задать на отработку знаний. Делал он это все или нет, изучал ли это все. И домашнее задание, то есть которое тоже для него в открытом доступе не находится. Также по информатике здесь уже с 5 по 11 класс. То же самое. Каждая тема имеет теоретический материал и имеет тестовые тренажерные задания. Вот у меня классы детей, которые подключены. Я здесь вижу количество учащихся, я вижу, сколько у меня проверочных работ на сегодняшний день могло быть задано у них, сколько они родители подключили. Ну и я могу в каждого ребенка зайти и посмотреть, например, его отработку знаний. Это вот у нас уровень школы. То есть сколько заданных работ на данный момент существовало по разным предметам, какой процент выполнения и сколько выполненных работ данных детей. Очень удобно, например, Я-классом я пользуюсь, когда надо ребенку нагнать пропущенные темы. Там тренажеры очень хорошие, когда он, например, проболел и не понимает, что от него хотят. Там можно выполнить, ему описывает ход решения,
и он может еще раз перепройти данный тест. Вот конкретный ребенок, я могу посмотреть, какие темы он изучал, какие предметы и насколько усвоен процент усвоен материала, сколько тестов он прошел верных. Также я могу посмотреть, какие результаты, с какого раза он прошел данный тест. То есть он может бесконечно это делать. Еще раз напоминаю, это надо подключить. То есть это бесплатно, но особенность такая, что родитель сначала подключается, а потом уже регистрирует ребенка. В этом только особенность. Ну и сами можете выбирать задание. Заходите в конкретный предмет, выбираете задание, его можно просмотреть. Можно задать как одному ребенку, можно задать всему классу, а можно выбрать детей с разных классов, например, когда вы готовите детей к ВПРам, да, трудных детей, там, не трудных, а слабых учащихся, которые не мотивированы на выполнение конкретных каких-то поставленных задач. Мобильная электронная школа. Здесь вот мое использование здесь буквально месяц, потому что ее подключили не так давно, но мне тоже очень понравилось. Особенность, данный сайт имеет возможность для детей с ОВЗ, то есть здесь можно пользоваться. Когда вы регистрируетесь, вам на электронную почту приходит логин с паролем, через который вы потом далее заходите. Здесь есть электронный журнал, то есть вы можете зайти в электронный журнал и увидеть детей своих. Я зашла, вот у меня электронный журнал, я здесь вижу предметы, которые я преподаю, и захожу, например, 10 класс, у меня выполнял там задание. Вот у них задания они выполняли. Выше это 9 класс, а внизу 10 класс, когда они выполняют, и там есть задания, когда ребенок должен сформулировать ответ самостоятельно. То есть там, как есть тренажеры, также есть и письменно развернутые ответы, за которые вы потом можете поставить оценку. Чем удобно, ребенок зашел, вот задание, например, занятие по моделированию, здесь есть задание к занятию, но сначала он может пройти урок 1, потом урок 2 посмотреть, потом 3-й урок и уже итоговую тему завершить. Это, опять же, удобно, когда мы на дистанционном обучении. Очень сложно, вы сами понимаете, организовать, чтобы все дети одновременно зашли в тот же Skype, Microsoft Teams и прочее. Вот занятие я открыла. Здесь описание задания к занятию. То есть ребенок читает задание, и потом он может посмотреть, что такое граф. Он может вернуться к алгоритму, как решать такие задачи, или может вернуться к теме динамическое программирование, если он еще не знает ответа на данный вопрос. Ниже у него откроется окно для ввода ответа. Вот я давала как раз в 10 классе. Здесь у них была основа социальной информатики. Тема вроде бы несложная, но здесь каждый ребенок по-своему понимает какие-то структуры. Вредно ли сидеть в социальных сетях? Можно ли им пользоваться? И у каждого ребенка были свои ответы, развернуты на данные вопросы. Здесь ребенок мог выполнить тесты. Вот здесь 98%, то есть ребенок прошел тест на 5. Ниже уже тест прошел на 4. И далее вот у меня выставлены оценки. Если не выставлять оценки, то там просто будет показывать средний арифметический балл по данной теме, на какую оценку ребенок прошел данные тесты. Вот пример вопроса, который там есть. Назовите несколько способов борьбы с негативными последствиями информатизации общества. Ну и ребенок предлагает свои способы. Я за этот ответ должна поставить оценку, и если меня не удовлетворил ответ, у меня есть обратная связь сразу же для комментария к данному заданию. 1С образование. Это вот 3-й ресурс, который мне очень понравился. Я преподаю физику, и вот у нас сложность физики, дети не все немножко понимают, что происходит, когда происходит физический эксперимент, как идут лучи в линзах, как они проходят. И вот здесь вот на отработку очень много знаний.
заданий, простите. Здесь у нас доступ, опять же, для учителей, учащихся к цифровой библиотеке, инструменты для создания собственных авторских учебных материалов. Ну и можно даже отчеты делать, если уже подписку оформить у них дальше. Здесь как раз позволяют организовать практические занятия. Интерактивные тренажеры есть по разным предметам. Например, это интерактивные карты, когда вы изучаете историю, географию, окружающий мир. Интерактивные задания и тренажеры по физике, химии, биологии и математике. И интерактивные тесты уже по истории, биологии, обществознанию, русскому языку, математике, ну и есть другие предметы. Мы можем использовать, опять же, это все на разных этапах урока. Здесь основной минус – это должно быть обязательное присутствие интернета на учительском компьютере, чтобы ребенок мог видеть задания. Ну и вот, например, информатика. Здесь у нас есть открытые к доступу ресурсы, а есть те, которые доступны только по подписке «Цифровой образовательный контент». Когда вы входите под собой, вы можете уже конкретно посмотреть данные темы. Вот, например, информация – это тема по 10 классу, открыты, и в каждую тему можно зайти, изучить раздел. Ребенок заходит в тему, и смотрите, здесь у него все параграфы расписаны. И вот внизу уже идет подборка заданий к данной главе. Я взяла один тест, открыла. Ребенок прочитал задание, ему нужно ввести правильный ответ. Если он вводит неправильный ответ, ему говорят неправильно. Он может повторить попытку, а может взять подсказку. И здесь ему показывают уже правильный ответ, как должна была выглядеть запись правильного ответа. К этому вопросу он вернуться уже не может. Он просто посмотрел, как правильно его проходить. Переходит далее, вводит правильный ответ, нажимает, ему пишет правильно, и он может переходить далее к другим тестам. По физике. Это интерактивные материалы к урокам, это обработка результатов физического эксперимента. Ну и здесь еще планируется задачник выпустить интерактивный. Здесь вот, например, темы постоянный ток, магнитное поле, геометрическая оптика и волны. Так как подключили мы только к концу года, у меня это оптика, 8 класс, когда у нас строится изображение в линзе. Для закрепления я как раз дала данное задание как тренажер. Мы прям на уроке учились строить изображение в линзе. Так как это у нас собирающая линза, то здесь ребенок должен вспомнить, что одна идет сначала параллельно, потом через фокус, а вторая линия идет сразу через центр, не преломляясь. Если он построил правильно, нажал подтвердить ответ, он перешел, у него загорелась циферка 1 зелененьким. Если он построил, и у него открылся сразу же следующее задание, то есть он к нему уже вернуться не может. Если он построил неправильно, ему выходит подсказка, что для построения луча требуется выполнить следующие действия. Он может опять закрыть на крестик, перепройти задание и выполнить его. Ну и на сегодняшний день применение как раз цифровых образовательных ресурсов у нас оправдано. Если вы уже знакомы с новыми ВГОСами, нас уже не только нужно этим пользоваться, мы обязаны этим пользоваться. Ну и здесь разнообразить можно формы общения всех участников образовательного процесса. Вот, допустим, в МЭО есть даже непосредственно ребенок может написать учителю, как выполнять данное задание. Есть ко мне какие-то вопросы? Есть. Да. Бесплатно? Бесплатно. Через цифровой образовательный контент регистрируется родитель, регистрирует ребенка и подключают эти все ресурсы бесплатно, совершенно бесплатно. Нет, нет. Родитель должен зарегистрироваться, ввести свою электронную почту, подтвердить ее и перейти на данный сайт. То есть это независимо от учителя вообще происходит? Почему? Вы его должны подтвердить на сайте цифровой образовательный контент. Я как мама хочу ребенка подключить. Подключаете. Это первое мое действие какое?
заходите на сайт «Цифровой образовательный контент», регистрируетесь и подключаете ребенка. Там вводите... Да. Просто вы сказали, что там пойдет подтверждение от школы. Да. Школа должна подключить. Обязательно. Да. Школа не оплачивает? Нет, никто ничего не оплачивает. Совершенно просто бесплатно. в заявительном порядке. То есть директор школы... Школа откуда узнает? Да. У нас было подключено еще с февраля месяца, когда вот началась вот эта вот, ну не пандемия, мы тогда просто на карантине уже сидели, и вот тогда начали по школам рассылать, что обязательно регистрация на данном сайте. Все должны были зарегистрироваться. Наша школа успела тогда благополучно зарегистрироваться. Сейчас же на сайте, если можно, я сейчас перейду сразу на этот сайт. На сайте «Цифровой образовательный контент» там есть бланк заявления, который должен оформить директор школы и послать на электронную почту, которая указана на сайте. На школу заводится отдельный кабинет, выдаются права администратора. Я точно не могу сказать, я просто учитель, я не администратор. Я могу подтверждать только детей. Учителей может только администратор подтверждать. Так все равно первым этапом, значит, сначала школа. Сначала школа. Потом я как родитель Да. смогу. То есть по своей инициативе без школы я не смогу. Ребенок может свою электронную почту? Только с 18 лет. Только с 18 лет нужно. Вот цифровой образовательный контент, данный сайт. Здесь вот регистрация. И если вниз спуститься, то здесь идут инструкции. Это вот инструкция для руководителя образовательного учреждения. А вообще внизу полностью есть инструкция, как получить доступ для всех. А учитель платит потом, да? Никто ничего не платит. 2000 там написано. Это я, когда еще не было этого цифрового образовательного контента, я уже работала с Я-классом, это мне удобно было. Какой процент чаще всего вас оплачивает? На сегодняшний день еще очень маленький процент, потому что сложность, что должны зарегистрироваться в первую очередь родители, а потом только подключить ребенка. У нас, к сожалению, родители сложно. У нас не такие родители. Вот. Здесь инструкции есть, как получить для всех, то есть руководитель, педагогический работник. Если вы являетесь и родителем, и педагогическим работником, у вас будет два возможных входа. Аккаунт будет один, просто вы будете выбирать. В личном кабинете вы зашли как родитель или как учитель. И еще последний вопрос. Можно? А вот уровень заданий какой? Рассчитанный на среднего ученика, на продвинутого или олимпиадного уровня? Есть там задания? Там есть отдельно олимпиадный, прям так и называется. Олимпиада, например, по физике, в МЭО называется. А так идет сначала теоретический материал. Ребенок его должен через себя пропустить, а потом только выполнять. Нет, ну это само собой, но потом на отработку там же может быть рассчитанный на... Если это Е-класс, то учитель задает сам. Там уже уровень разный может быть. Там есть прям так и прописано сложный уровень, легкий уровень. А вот в мобильное электронное образование, там у нас уровень уже разные совершенно, то есть там может ребенок и с ОВЗ заниматься, и вот недавно я смотрела вебинар, прям так и сказали, что данный сайт предполагает работу с детьми с особенностями развития. Да, Фокспорт. Я... Есть отдельно как раз для олимпиадников, да. А еще такой вопрос, если ребенок теряет, вот я в Одноклассе уже давно работаю, и через месяц ребенок забывает логин, пароль, вот здесь вот кто потом восстанавливает? Я в классе, я его восстанавливаю. А здесь родитель. Родитель? Конечно. Родители его регистрируют, родителям его выдают. На Я-классе это можно их регистрировать без электронной Да, почты. да. Просто я как учитель могу их зарегистрировать. Здесь такой функции Нету. Здесь обязательно подключение родителя. В этом вся сложность. Еще вопросы? Спасибо, Ольга Васильевна. Да. Единственное, хочу, наверное,
добавить вот что. У нас на самом деле с этого года работает постоянно действующий на регулярной основе семинар учителей математики республики и учителей информатики. Кроме того, методическое объединение есть учителей информатики. Вот Вячеслав Алексеевич его возглавляет. Да, состоит, да? Ну, в любом случае, я не знаю, может быть, вы на методическом объединении выступали, а на семинар учителей информатики я вас приглашаю с таким большим докладом, где-нибудь на час, может быть, минут 50, час. Ну, это уже, наверное, после каникул в следующем учебном году. Республиканский семинар учителей математики. Так, следующее выступление, и, я так понимаю, последнее. Богдан Алферов. Пожалуйста. Визуализация шаговых механизмов с использованием интеллекта. Здравствуйте, участники летнего самосбора. Я бы хотел сегодня рассказать о визуализации шарнирных механизмов с использованием SolidWorks. Я думаю, что в этой программе можно реализовывать не только шарнирные механизмы, а какие-нибудь различные интересные геометрические фигуры. Первый механизм — это инверсор Пасселье. Я думаю, с помощью этого механизма можно будет рассказать детям об инверсии и свойствах инверсии. Так. Также можно в этой будет программе создать анимацию и продемонстрировать работу данного механизма. Вот, например, следующий механизм, пример Липкина-Пасселье, оно показывает работу одного из свойств инверсии. Таким образом механизм работает. Он преобразует дугу, движение по дуге в движение по прямой линии. Следующий механизм — это механизм параллельного движения Чебышева. Получается, что точка А, которая движется по прямой лямбда, то есть тоже интересный механизм. Здесь вращательное движение преобразуется в движение по прямой линии. Вот таким образом выполняет свое движение. Следующий механизм — это упрощенный табурет Чебышева. У меня сделана его моделька. Сейчас я вам покажу. Так, я читал программу, вы сегодня ходили в 9-й корпус, и вам, Сыктывкарского государственного университета, и вам проводили экскурсию. Я уверен, что вам там показывали 3D принтер и лазер. Вот, собственно, часть деталей распечатал на 3D принтере, а часть вырезал на лазере. В таблице вы можете увидеть количество деталей, их размеры. И если вы эти детали сделаете в SolidWorks, вы сможете сделать такую же интересную модельку. Этот табурет Чебышев, он реализует параллельное движение сиденья к основанию, то есть к полу. Вот таким образом он двигается. Вот, модельку тоже можно здесь увидеть. Можно модельку покрутить? Да, сейчас, конечно. Если у меня сейчас... Фиксатор просто. Да. Вот таким образом она двигается. Тут... таким образом. Практическая цель? Практическая. Это я в рамках курсовой работы делал. Мне была просто тема шарнирные механизмы. И я модельку создал, чтобы продемонстрировать это интересное свойство, что... По этой модельке можно, когда он доходит до какой-то крайней точки, он потом чувствует происходит? Да. Вот в эту... Если он, получается, идет в левую крайнюю точку, вот этот стержень, он упрется вот в этот шарнир. И... Да, механизм он дальше не уйдет. Покажите. Сейчас, секунду.
Давайте сейчас покажу. Ну вот он таким образом сюда двинется, и он вот в эту упрется, и все останется на прямой линии. А если мы его поведем вот сюда, ну и доведем сюда до конца, то здесь этот механизм можно будет вывернуть, подняв этот шарнир вверх. То есть он вывернется. Но все равно он таким образом держится и остается на месте. В принципе, я думаю, его можно будет каким-то образом модернизировать, чтобы такого не происходило, то есть какой-нибудь стопор поставить. Так, ну, у меня не стояла, скажем так, цель сделать все идеально. У меня это демонстрационный вариант. Следующий это еще один табурет Чебышева, он более сложной конструкции, поэтому это называется упрощенным табуретом Чебышева. Опять же, список деталей можно видеть в табличке. Выглядит он вот уже таким образом. Здесь хочется добавить, что я не очень хорошо подобрал размер, стоило вот этот стержень сделать его длиннее. Тогда можно было бы отклонение механизма сделать в большую сторону. Он будет понадежнее, чем вот этот механизм, и уже проблем с тем, что механизм будет выворачиваться, как здесь, не будет. Нет, это просто как демонстрация интересных свойств шарнирных механизмов. Нет, это не для сидения, на мой взгляд, вещи. Как, я бы сказал, это как игрушки интересные для детей. В этом смысле. Нет, ну, применение, я думаю, можно найти. Ну, например, в ресторане сидишь, а тебе, оп, и блюдо пришло. Нет, просто ученик вот так, он раз, подвинулся, раз, откинулся. А потом с учетом фиксации, это же у вас автоматически получается. Высота же меняется поверхности горизонтальной? Нет, она как раз параллельная. Она параллельная, да. Суть в том, что она параллельная. То есть уровень всегда одинаковый. Ну, своего рода компьютерный стульчик, да? Отъехал, взял книжку и обратно. Но, с другой стороны, смотрите, мы же не можем стулья прибить к полу, да? Мы Чебышева могут, и, возможно, продвинуться от размера. Да. Отъехал, взял, что вернулся. Стул закрепил, а ты можешь. Еще один интересный механизм – это антипараллелограмм. Называется он так, потому что был взят параллелограмм, и его стержни, в данном случае это H, E и GF, они были пересечены. Здесь он обладает двумя свойствами, у него точки B, C, D, они движутся по одной прямой, и величина BA, умноженная на BC, она всегда является константой при любом движении. Таким образом выполняется его движение. Следующий механизм – это механизм Сильвестра, Кемпели, квадроплана. Он использует механизм, он использует антипараллелограмм. Квадроплан получается следующим образом. Мы берем шарниры и делим стержни вот в следующем соотношении, которое вы можете увидеть на экране. Опять же, список деталей приведен в табличке. И получается вот такой интересный механизм. Здесь тоже происходит движение сидения параллельно полу, но как для стула такой механизм не стоит реализовывать. Он очень сложный, там какие-то интересные надо будет использовать материалы, чтобы на нем можно было прям сидеть. Он будет стоить довольно дорого. Просто об этом зашла речь. Опускается, поднимается? Да, опускается, поднимается. Нет, в том плане, что не он отпускается, поднимается, а в том плане, что он двигается параллельно полу. А сама конструкция, да, она при движении поднимается и отпускается вот таким образом. Само сиденье не опускается? Нет. Вся суть в том, что она параллельно полу двигается. Это просто различные вариации. Все, что я хотел. И последнее. Здесь я привел. SolidWorks позволяет сразу сохранять в нужные вам форматы, то есть формат STL и формат DXL. Формат STL нужен для печати на 3D принтере, формат DXF. Формат DXF он нужен для резки на лазере. Вот в DXF формате программа предлагает выбрать вам виды, допустим, сверху, спереди и так далее. Спасибо за внимание. Также дополнительный список литературы. Вы студент какого факультета? Я учусь на прикладной математике и компьютерной науке сейчас, насколько. Молодец. Следующий будет я думаю, что все.
Богдан, вы расскажите ваш опыт создания... Опыт? Ну, в общем, механизм сейчас... Сколько вы сидели, что вы сделали? Выполнен немножко криво. Я не стал учитывать то, что лазер, он сжигает 0,2 примерно миллиметра. Следовательно, вот эти вещи, они мне не очень плотно держались. Но это первая проблема, которую мне пришлось решать. Я ее следующим образом решил. Я пластиковую бутылку взял, вырезал маленькие пластинки из пластика, на этот момент приклеил. И они перестали вываливаться. Следовательно, я то же самое внизу сделал. Здесь мной были куплены такие металлические стержни, извините, я забыл, как называется. И я их порезал ножом по металлу обычный и зашлифовал концы, чтобы они, скажем так, пальцем не брали. Дальше. Вот эти маленькие шляпки, я их напечатал на 3D принтере, и они были вставлены в анкер, в общем, они были вставлены. Дальше. Так как у меня здесь 10 миллиметров был диаметр, а диаметр анкера 8 миллиметров, и другого я не мог найти, а 10 миллиметров он уже не влезал, к тому же 3D принтер он печатает не идеальную окружность. Иногда получается у него эллипс. Следовательно, вы будете смеяться. Я наматывал изоленту на эту штуку, чтобы оно идеально держалось и сильно не бежало. Синий или красный? Синий. Правильно. Вопрос такой. Допустим, ты сможешь табуретку, стул отремонтировать без этапного моделирования? Без моделирования табурет не получится. Можно, да. Если стул сможешь на стол, тоже возможно. Но американцы, если он стул сможет ремонтировать, то стол нет. Либо наоборот. Спасибо. Ваша задача подключить всех, кто сочиняет план. Студенческая от него ждал это вот что. Почему у него деталь комбинировал, он не сказал. Мне уже все было задумано, пластика, он не сказал, почему деталь. Последний-то не сказал. 3D принтер, он печатает очень долго. Вообще там есть разные форматы деталей, разная толщина, разное качество. Есть 0,1 мм, 0,2 и 0,3 мм. Здесь все распечатано 0,1 мм. Например, вот этот стержень, вот эту диагональку, 3D принтер мне печатал 4 часа 20 минут. Вот одну такую штучку. И, следовательно, можете посчитать, сколько 3D принтер печатал бы, например, вот сиденье или основание. Очень-очень долго. Поэтому я по своей работе просто бы не успел напечатать с такой скоростью печати. Поэтому мной было принято решение взять и вырезать все те детальки на лазере из фанеры. Можно было и тяги вырезать из фанеры. Только шляпка для болтиков надо было для шляпки. Возможно, может. Но изначально я хотел напечатать на 3D принтере, я хотел с ним поработать. Так, давайте поблагодарим Богдана. Там крепеж надо, крепеж. Так, коллеги, мы делаем сейчас перерыв, наверное, на 10-15 минут традиционно, и потом мастер-класс у нас. Здесь. Сейчас минутку. Кто захочет? Тогда давайте сфотографируемся. Вячеслав Алексеевич, надо нам... А где мы? Давай флаг возьмем, может быть, на поле вот... стенки.
Ваша